А, вот сюда. Якутск – это особый ритм. Якутск – это место новых встреч. Якутск – это средоточие уникальных явлений. Якутск – это память. Якутск – это место труда. Якутск – это центр образования. Якутск – это место, где рождается любовь. Якутск – это место, у которого есть будущее. Якутск – это место, где рождается и живет песня. Якутск – это сердце Туймады. Добрый вечер, уважаемые жители города. Сегодня первый отчет главы города Якутска проводится начинается с общественников. Потому что общественники – это самая движущая сила. И как председатель общественной палаты мне сегодня дано право модерировать. Я сегодня буду слушать тоже вместе с вами самые актуальные темы, актуальные вопросы. Сейчас я познакомлю с рабочей комиссией, которая сегодня присутствует на отчете главы. И мы, как общественники, должны свои вопросы, самые актуальные, самые горячие, самые полезные, я сказал бы, да? И регламент у нас очень строгий. На вопрос и ответ буквально 2 минуты. Мы должны уложиться, поэтому перед тем, как глава выступит, я хочу сказать, что многие вопросы свои вы услышите во время доклада главы. Когда надо с этим смириться, успокоиться. Все. У вас вопрос уже включен в повестку дня. Итак, сегодня на отчете главы города Якутска Евгения Николаевича Григорьева присутствует рабочая комиссия. Петрова Мария Петровна, начальник управления образования городского округа город Якутск. Негмиров Иван Юрьевич, начальник департамента ЖКХ и энергетики окружной администрации города Якутска, город Якутск. Амосов Владимир Владимирович, руководитель МГУ, служба эксплуатации городского хозяйства городского округа города Якутск. Агутов Виктор Гаврилович, руководитель МАО, Центр управления общественными пространствами. Гуляев Иван Михайлович, начальник департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры. Сердючок Иннокентий Лазаревич, директор МУП ЯПАК
городского округа город Якутск. Садовников Эдуард Юрьевич, директор МКУ городская дорожно-транспортная служба город Якутск. Тимошенко Сергей Васильевич, директор МКУ агентства земельных отношений. Лазарев Кирилл Петрович, исполняющий обязанности начальника департамента предпринимательства. Николаева Альбина Радомировна, исполняющий обязанности начальника городского центра поддержки семей участников СБО. Так, вот таким составом мы сегодня работаем, поэтому ваши вопросы во внимание будут брать не только Евгений Николаевич, но и все ответственные по рабочим комиссиям. Ну, сейчас слово предоставляется Евгению Николаевичу для основного доклада. Добрый вечер, уважаемые друзья, граждане. Андрей Иванович, я рад всех приветствовать в нашем большом зале. Сегодня действительно начинается первое мероприятие в рамках отчета окружной администрации по результатам 2023 года. Я рад, что мы начинаем сегодня в большом зале при полной посадке. Это придает особую значимость этому мероприятию. Поэтому, с вашего разрешения, я начну. Сегодня мы с вами вместе подведем результаты работы нашей администрации за 2023 год. Мы отметим особые наши достижения, успехи и значимые результаты. Несмотря на то, что весь прошлый год у нас прошел под жесточайшими санкциями, которые наложили на западные страны, наша страна и город, и республика показывают уверенный экономический рост. У нас есть хорошие результаты по многим направлениям, которые сейчас хотел затронуть. Важнейшие события 2023 года для жителей всей республики и города Якутска – это, безусловно, поддержанный Владимиром Владимировичем Путиным мастер-план развития нашего города до 2030 года. Это важнейший документ стратегический. Также в этом 2023 году у нас внесены изменения в генеральный план и утверждена новая стратегия города Якутска. Мы в мастер-плане отмечаем следующее. Значит, сразу после утверждения Владимиром Владимировичем Путиным у нас вышел комплексный план, который закреплен правительством Российской Федерации. И комплекс мероприятий – это десятки задач общей стоимостью более 450 миллиардов рублей. И все эти работы должны быть сделаны до конца этого десятилетия. 2023 год стал завершающим годом в нашем городе по укреплению благоустройства. Мы с 2021 года вели большую работу по благоустройству и имеем очень хорошие результаты. Мы, например, по благоустройству дворовых территорий перевыполнили наши планы практически в 3 раза. Изначально планировалось сделать 45 дворов, но по факту мы сделали 128. Также благодаря поддержке правительства республики и федерального центра в городе Якутске рекордными темпами строятся школьные объекты, спортивные залы и социальная инфраструктура. В Якутске успешно прошел год педагога и наставника, объявленный президентом страны, прошел год труда, объявленный главой республики, ну и завершилось 3-летие благоустройства. В своем докладе я начну с демографии. Значит, мы имеем позитивный расклад. У нас сохраняется в городе хорошая динамика. В 2023 году, по предварительным данным, в городе родилось около 4000 детишек. Значит, город Якутск у нас традиционно занимает первое место по рождаемости в республике и занимается первое место на всем Дальнем Востоке по приросту населения. По 2023 году результат всероссийской переписи населения показывает 382 тысячи человек. Значит, что очень примечательно. Я бы хотел отметить, что у нас снижается средний возраст жителей. По результатам всероссийской переписи населения средний возраст горожанина это 34 года. Что это означает? Это означает, что у нас хорошая перспектива. Мы сегодня с надеждой и уверенностью смотрим на наших сегодняшних школьников, студентов, которым через 5-10 лет вносить весомый вклад в развитие города Якутска, республики и страны в целом. Обратите внимание, пожалуйста, с 2018 года по 2023 год мы выросли почти на 47 тысяч человек. Это самый быстро растущий город на всем Дальнем Востоке, город Якутск, как мы с вами. Далее хотелось бы отметить бюджет. У нас
благодаря росту бюджета, благодаря поддержке межбюджетных трансфертов, благодаря росту собственных доходов, бюджет города Якутска впервые перевалил за 30 миллиардов рублей в 2020 году. Это рекордные показатели. По доходам бюджета это было 31 миллиард 400 миллионов рублей, по расходам 32,5 миллиарда рублей. Здесь надо отметить то, что почти 2/3 это поступления с вышестоящих бюджетов. Здесь прошу обратить внимание на ниже расположенный слайд. Здесь видно, что с 2018 года у нас рост в 1,7 раз. В 2018 году бюджет города Якутска составлял 18,5 миллиардов рублей. Здесь хотелось бы отметить то, что столь значимый рост возможен благодаря реализации национальных проектов на территории нашей страны, которые инициировал Владимир Владимирович Путин. Вот благодаря этому налицо национальные проекты, которые отражаются и на доходной части бюджета, и на тех проектах, которые мы реализуем. Здесь, благодаря этим национальным проектам, мы сейчас рассмотрим далее, какие отдельно по ним у нас достижения. Хотелось бы отметить то, что в доходной части бюджета у нас основная доля поступлений идет с НДФЛ 66%, и порядка 25% это поступления от предпринимателей. Поэтому предприниматели, работающие по упрощенной системе налогообложения, вносят значимый вклад в укрепление города Якутска, и отдельно сейчас хотел бы рассмотреть по развитию предпринимательства. У нас по развитию предпринимательства с левой стороны слайда представлены два основных показателя. Это оборот розничной торговли и оборот общественного питания. Как вы видите, с 2020 года у нас остается стабильный рост. Это означает, что продуктов продается в городе больше, и оборот общественного питания всего совокупный растет. Это очень хороший показатель. Хотелось бы отметить также то, что растет количество предпринимателей. На текущий момент свою деятельность осуществляет более 20 600 предпринимателей на территории города. За 5 лет их количество выросло более чем на 2000. Это несмотря на то снижение, которое произошло в ковидные годы. Вот здесь хотелось бы отметить, что число мер поддержки, которые оказываются предпринимателям, основная мера поддержки была в 2023 году, это сниженная процентная ставка на налогообложение. У нас было 2,7% для предпринимателей, которые работают по системе доходы, и 6,7% для предпринимателей, которые работают по системе доходы и минус расходы. Если сравнить с базовыми, которые заложены в законодательстве, это 6% дохода и 15% дохода минус расходы. Благодаря в том числе и этим мерам поддержки, которые мы оказываем в рамках нашего фонда поддержки предпринимательства городского, он выдает займы. В прошлом году выдал займов на 93 миллиона рублей. Совокупно за все время работы более чем на 370 миллионов мы выдали льготные займы для предпринимателей города Якутска. Они выдавались в прошлом году под 5%. Это очень хорошая мера поддержки. Также у нас хотелось бы отметить то, что еще одной мерой поддержки значимой является показатель, что мы в 2023 году конкурентными закупками более 2 миллиардов 851 миллиона рублей было закуплено у субъектов малого и среднего предпринимательства. Это идет рост почти более чем в 2 раза по сравнению с 2021 годом. То есть это что означает? Мы увеличиваем количество малого и среднего бизнеса в закупках, которые участвуют в обслуживании интересов горожан и города. По национальным проектам. Перед вами представлена диаграмма, начиная с 2019 года, как национальные проекты начали реализовываться на территории нашего города. Вот в прошлом году мы работали по 5 национальным проектам. Когда я говорил вначале, что рост бюджета города Якутска связан с включением города в национальные проекты, я еще раз прошу обратить внимание, что только с 2019 года по 2023 год город Якутск благодаря национальным проектам мы привлекли 17,5 миллиардов рублей. Это те национальные проекты, которые администрирует город. Помимо этого реализуются другие национальные проекты, которые здесь в стоимостных показателях не указаны. Та же программа переселения, она администрируется дирекцией жилищного строительства, национальный проект здравоохранения, это более
более 11 миллиардов рублей. 5 миллиардов рублей это кардиологический центр, 6 миллиардов рублей онкологический центр. То есть колоссальное количество денег вкладывается в развитие города Якутска благодаря решениям нашего президента. Здесь отдельно по этим национальным проектам в 2023 году, если посмотреть, у нас объем составил более 5,5 миллиардов рублей. Самым значимым из них, безусловно, остается по объему, это безопасные и качественные дороги и образование. Отдельно сейчас рассмотрим каждый. По национальному проекту образования. У нас в прошлом году год педагогии наставника, объявленный президентом в 2023 году, войдет в историю как год, когда мы строили рекордное количество школ. Мы строили 6 школ параллельно. Это вот абсолютный рекорд. В конце декабря мы торжественно открыли пристрой в Хатарской средней школе. Завершено строительство пристроя в 26-й школе. В следующем году мы построим основное здание в школе номер 29. Строится средняя коррекционная школа на Пирогова номер 4. Также продолжается строительство самой большой в республике школы. Школа на 990 мест, 153 класса, это район Песка. Также идет возведение в Марке кадетской школы. Идет строительство средней коррекционной школы номер 34, которая сейчас увеличена и строится адаптивный центр на Сереглясском шоссе, который подразумевает у себя 550 мест, школа, 200 мест детского сада и еще интернат для проживания. В ноябре прошел проект экспертизы на строительство новой школы номер 1 на проспекте Ленина, где мы снесли старую школу. Там будет построена школа. Разрабатывается проект пристроя к 17-й школе и дополнительного здания для школы номер 200, Центра глобального образования на территории 203-го микрорайона. В уходящем году мы также реализовывали программу капитального ремонта школ, которая была инициирована 2 года назад президентом страны. Мы успешно работали в этом году, отремонтировали 13 школ, это 14 зданий. В прошлом году мы отремонтировали 11 школ, и, по сути дела, за 2 года мы провели ремонт в 24 школах. Здесь надо сказать, что благодаря этой программе тысячи наших детей, школьников, сотни преподавателей, учителей улучшили условия своей работы, обучение, думаю, должно сказаться на качестве образования наших детей. Если оглянуться назад, то благодаря нашему проекту образования в Якутске построено с 2018 года 8 детских садов, 7 школ, 4 дополнительных здания, 1 школа-сад, это 20 объектов, и в 24 школах, в 25 объектах мы провели капитальный ремонт. Это очень большие объемы, которые до этого было тяжело представить, но по факту это сделали. Создано новых мест 1409 и 4500 мест в школах. По безопасным качественным дорогам. Наш город успешно участвует с 2019 года в национальном проекте безопасной и качественной дороги. Ежегодно ремонтируются и строятся десятки километров дорог, обустраиваются новые тротуары и велодорожки. Всего за 5 лет, если посмотреть, нами отремонтировано на территории города 164 километра дорог. Это 133 объекта. Если я сейчас буду по улице пересчитать каждый, это займет несколько минут. 133 объекта – это тот объем, на котором мы работали последние 5 лет. Для нас уже стало привычно, что все лето у нас идет где-то дорожный ремонт, но это колоссальный труд. И в прошлом году мы, в 2023 году, провели ремонт почти на 30 километров дорог. Всего нами построено за это время более 50 километров тротуаров, почти 15 километров велодорожек, 3500 светильников и почти 2500 опор для уличного освещения. В следующем году мы, в 2024 году, утвердили план на то, что в этом году будем строить порядка 40 объектов, это 39 километров дорог. То есть работать продолжаем. И по мастер-плану, который был утвержден президентом, к 2030 году мы должны прийти в нормативное состояние 100% дорог. В 2019 году, когда мы начинали этот проект, в нормативном состоянии в городе было всего 33% дорог. На текущий момент мы пришли к показателю 66%, к 2025 году мы придем к показателю 85% в нормативном состоянии. Важнейшей составляющей развития города является, наравне с развитием улично-дорожной сети, является развитие сети
представлена информация об обновлении автобусного парка, который мы проводили за последние 5 лет. Начиная с 2018 года мы приобрели для города 190 новых автобусов. Массовое максимальное обновление было начато в прошлом году, в 2022 году. Мы в этом году, в 2023 году продолжили эту работу и закуплены 50 новых автобусов для города Якутска. В целом, надо сказать, что у нас муниципальный перевозчик ИПА в этом году, в 2023 году, вернулся на еще один городской маршрут. Годом ранее мы запустили 100-й маршрут, в этом году мы заходим на первый маршрут. Это происходит для того, чтобы обеспечить соответствующий рост потребностей в связи с увеличением количества горожан. Также продолжаем работу по строительству теплых остановок. Сегодня у нас достигнуто их количество 63. Значит, мы за прошлый год построили еще 10 теплых остановок. Эту работу мы будем продолжать и доведем количество теплых остановок до 100. Для того, чтобы решить текущую проблему по общественному транспорту, мы совместно и с частными перевозчиками, и с правительством республики ведем работу для того, чтобы обновить полностью весь автобусный парк. Нам надо еще обновить порядка 230 автобусов. Помимо этого, нам нужно решить вопрос с обеспечением кадрами. У нас есть вопрос с водителями категории D. Мы будем проводить работу в течение 2024 года по обеспечению дополнительных социальных гарантий для водителей и поднимать престиж профессии, чтобы вовлекать новых водителей для обеспечения потребностей города. Национальный проект «Жилье и городская среда». Важнейший вопрос у нас – это ветхое аварийное жилье на территории города. На территории нашей республики сегодня реализуется адресная программа переселения из аварийного жилья, а также действует муниципальная программа. Мы по этим двум программам работаем успешно на территории города Якутска. В 2023 году все запланированные работы были выполнены. Здесь перед вами показаны значения за последние 5 лет. Всего в рамках переселения граждан из аварийного ветхого жилья мы должны переселить 4932 человека. На данный момент мы переселили 4692 человека. Нам остаток, порядка 10%, который остался, мы переселим в 2024 году. И планируем досрочно закончить программу переселения, рассчитанную до 2025 года в текущем году. Особенно хотелось бы отметить то, что слайд зеленым обозначенный диаграммой, это ввод жилья. Строительная отрасль является драйвером роста экономики и городской экономики, и на ней завязаны десятки тысяч работников, предпринимателей, и мы видим, что у нас идет стабильный рост квадратных метров, которые мы вводим. В 2023 году мы ввели порядка 330 тысяч квадратных метров. Это идет стабильный рост после 2021 года, когда был ковид и переход на исходные счета. Мы с 2018 года в целом на территории города ввели порядка 1,5 миллиона квадратных метров жилья. Здесь надо отметить то, что мы будем продолжать эту работу. И здесь большая работа даже в 2023 году была проведена по признанию жилья аварийным, призданию такого статуса. Я напомню, что с 2021 года мы проводим это сегодня города, департамента жилищных отношений, городских управ, и делаем это в интересах людей быстрее. То есть всю эту волокиту, оплату мы делаем за счет города Якутска. И это имело место, поскольку президент Владимир Владимирович Путин, одна из самых лучших новостей, которые есть для жителей города, особенно тех, кто проживает в аварийном жилье, поставил задачу к 2030 году ликвидировать в городе Якутске все ветхое аварийное жилье, которое было признано таковым по состоянию на 1 сентября 2023 года. То есть наша с вами работа имела значительный результат в интересах людей, потому что мы признали, будет обеспечено финансирование. 2023 год это был третьим годом, завершающим годом трехлетия благоустройства на территории нашего города. Главной его задачей являлось благоустройство городных территорий. И здесь хотелось бы поблагодарить то, что наша программа трехлетия благоустройства была поддержана программой «1000 дворов на Дальнем Востоке», инициированной Юрием Петровичем Трухиновым, программой «Мой двор» Айсена Сергеевича. И нам, благодаря этой
продуктивной поддержки мы вместо 45 дворов, которые планировали, отремонтировали 128 дворовых территорий. Это в совокупности больше, чем было сделано за последние 10 лет. Вместо 450 миллионов рублей, которые мы закладывали только у себя в муниципальном бюджете, нам удалось привлечь дополнительное финансирование. И общая сумма вложенных средств в дворовые территории составила 1 миллиард 230 миллионов рублей. Помимо этого, по программе поддержки местных инициатив мы провели ремонт создали 13 новых общественных пространств. Это скверы, которые работают на территории города Якутска. Согласно указу главы республики и мастер-плана, эта работа будет продолжена. Мы должны будем с вами отремонтировать еще, довести количество ремонтированных дворов еще до 300. Поэтому мы продолжаем в таком же темпе, и в 2024 году мы будем проводить работы еще на 18 дворовых территориях. В прошлом году мы приступили к ремонту и обустройству общественных пространств, которые уже обозначены в мастер-плане. Наиболее значимые из них это набережная вокруг озера Сайсара, набережная Романа Михайловича Дмитриева, а также реконструкция площади Ленина. Значит, напомню то, что проект набережного озера Сайсара был у нас победителем в народном голосовании формирования комфортной городской среды и получил финансирование дополнительно по привлеченному специальному казначейскому кредиту. Отрадно отметить то, что на прошедшем форуме «Малая Родина Сила России», который прошел на прошлой неделе в Москве, президент Владимир Владимирович Путин принял решение, что программа формирования современной городской среды будет продлена в 2030 году. То есть это дает возможность привлекать еще дополнительное финансирование для нашего города. Это хорошая новость. Другим важным проектом, который реализуется на территории города, это является набережная Романа Михайловича Дмитриева, который начали в прошлом году. Она включает в себя также и часть пляжа, устройство пляжа городского. И эти проекты будут завершены до начала игр Дети Азии. В рамках, значит, трехлетия благоустройства также мы устроили 13 общественных пространств, как говорили, скверы, это аллеи, парки, памятники, спортплощадки. В 2023 году мы также провели очень масштабную программу по ямочному ремонту. Порядка 30 тысяч метров квадратных было отремонтировано в летний период асфальтобетонной смесью в рамках ямочного ремонта. Ну, остальные показатели на слайде перечислены. Одной из важных задач является устойчивое функционирование и развитие жилищно-коммунального хозяйства. Повышение уровня благоустройства, улучшение санитарного состояния территории является нашей приоритетной задачей. И здесь, конечно, очень важна и техника, с которой мы работаем. Я бы хотел отметить, что в 2023 году мы продолжили ту масштабную работу, которую начали в 2021 году по обновлению коммунальной техники. В 2023 году нами закуплено 10 новых единиц осенизаторских машин для наших муниципальных предприятий. Вообще с 2021 года, за 3 года мы обновили 87 единиц коммунальной техники. Это грейдера, трактора, самосвалы, бобкеты, погрузчики. Все то, что необходимо для городского хозяйства. И вот укрепление материально-технической базы позволяет нам преодолевать те вызовы, которые мы встречаем. 2023 год у нас весна ознаменовалась аномальными осадками. Выпала 4-месячная норма осадков, и это благодаря усилию работников, благодаря тяжелейшей работе людей, которые были задействованы в городе, мы не допустили чрезвычайной ситуации, как она была введена у наших соседей в Магадане и в Приморье. И здесь, как никогда, себя показало то, что у нас техника обновилась, и мы благодаря этому техника, слава Богу, себя выдержала. Еще у нас хотелось бы отметить то, что внизу слайда вы видите количество обращений ГТДС по безнадзорным животным. Отрадно то, что за 2023 год у нас поступит эта вот работа, которая ведется у нас в штабном режиме. Мы реально каждый день проводим штабы по отлову безнадзорных животных. Дает результаты такие, что сократилось в 3 раза количество обращений на безнадзорных животных. По инфраструктуре. Якутск, повторюсь, стремительно развивается и растет по численности, так и по количеству жилых, нежилых социальных объектов.
Для комфортной жизни и работы города, безусловно, необходимо развивать инфраструктуру. Здесь хотелось бы отметить то, что важнейшей задачей, которая осуществляется в нашей стране, является программа, запущенная президентом страны по социальной газификации. У нас по социальной газификации план был на 2023 год 753 выпуска. По факту газопроводов мы построили 1259. Почти в 2 раза перевыполнили план, и за каждой этой цифрой стоит конкретная семья, которая бесплатно за счет государства получила возможность подключиться к газу. Еще несколько лет назад это оказалось немыслимо. Сегодня, благодаря вот этой программе, мы ежегодно тысячи семей подключаем к газу. Хотел бы поблагодарить всех, кто задействован в этой работе, это газовиков, территориального управления. За каждую цифру это большая подготовительная работа и работа с этим монтажом. Хотелось бы отметить, так, что большая работа проведена в рамках работы водоканала. В 2023 году практически завершено строительство водоузла номер 5 и канализационного коллектора номер 3 в южном направлении. Это позволяет нам развивать южную часть города Якутска, подключать новые объекты централизованной канализации и водоснабжения. Уже сегодня отмечается, что благодаря реализации 5-го водоузла улучшилось качество воды в таких больших районах, как Прометей, и давление воды нормализовалось, и заборы, которые проверил Роспотребнадзор, качество воды стало лучше. Идет полным ходом строительство полигона для накопления твердых коммунальных отходов на 27-м километре. Как только будет построена мусороперегрузочная станция, мы перестанем эксплуатировать полигон на 9-м километре и начнем его законсервировать. Сегодня мы озвучили основные результаты трехлетия благоустройства нашего, и мы видим, что формат трехлетки в наших условиях является оптимальным, поскольку мы в разрезе трехлетки можем использовать и те бюджетные возможности, которые позволяют использовать лимиты следующего года, и достигать значимых результатов, которые можно уже качественно изменить жизнь. Поэтому решили, что 2024-2026 года в городе Якутске будут трехлетием развития инфраструктуры. Основные направления, которые мы для себя видим, это в первую очередь инфраструктура общественного транспорта, это обновление самого подвижного состава, новые автобусы, строительство теплых остановок. Мы начнем работу по развитию 2 пассажирских автовокзалов в южном и северном направлении города Якутска. И, начнем работу по изменению сети автобусов. Далее хотелось бы сказать, что мы проведем работу по модернизации уличного освещения. Планируем за это время полностью осветить весь город благодаря подписанию дальневосточной концессии. Планируем также провести работу по водоотведению и проточности городских озер. Здесь хотелось бы сказать, что мы будем строить, восстанавливать водовод, который раньше был с пригородного до озера Шестаковки, который позволит оживить наш горканал, и все это, чтобы вода была не стоячей, а проточной. Продолжим работу по газификации. Здесь есть речь идет также, чтобы не падали темпы по социальной газификации, будем продолжать эту работу также динамично, а также проведем работу по сокращению дефицита пропускной способности газа, что сегодня является тоже острейшим вопросом в отдельных районах города Якутска. Также будем вести работу по инфраструктуре земельных участков, выданных для многодетных семей. Здесь у нас большая задача, мы порядка 3000 земельных участков готовы выдачи на Маганском тракте, Юрийском тракте и на Уцирском тракте. Все эти стратегические направления связаны напрямую с реализацией мастер-плана нашего города и станут прочной основой, фундаментом для дальнейшего улучшения жизни горожан. Это как фундамент водоотведения, все эти схемы надо подготовить, сделать, чтобы дальнейшее развитие города имело уже твердое основание. В условиях беспрецедентных санкционного давления, которое на нас сейчас оказывают недружественные нам страны, продовольственная безопасность является стратегическим направлением для работы всех уровней властей. Здесь буквально неделю назад наш президент Владимир Владимирович на форуме муниципальных властей подчеркнул, что сельское хозяйство в России демонстрирует хороший темп.
и страна полностью обеспечивает свою продовольственную безопасность. Конечно, в экстремальных климатических условиях города Якутска нам полностью обеспечить самим себя не получится, но тем не менее, по основным показателям мы имеем очень хорошее направление. Я хотел бы здесь отметить то, что, например, по яйцам. В 2023 году, благодаря работе, проведенной в Якутской птицефабрике по модернизации, увеличено количество яиц, которое проведено до 98 тысяч. Это позволило практически, мы не почувствовали дефицита, который был по стране в целом по яйцам. Хорошие показатели показывает тепличный комплекс «Юрий». Он практически вышел на 2500 тонн. Это запланированной мощности. У нас в мастер-плане также есть развитие всей этой всего этого тепличного комплекса дальше. Сегодня практически 25% всех овощей, которые мы потребляем в горожане, они выращиваются на территории этого комплекса. А в зимнее время, в периоды, когда у нас есть сложность переправы, практически все свежие овощи, которые мы можем есть, они есть благодаря Союзу. Если бы не было Союза, у нас бы не было сейчас свежих овощей, потому что переправа и так дальше. Антиалкогольный политик. Вот здесь хотел бы отметить, что мы уже 2 года планомерно ведем работу по деле здоровья и движения населения. Здесь хотелось бы отметить то, что в Якутске мы с вами приняли за 2 года 2 очень важных документа. В 2022 году мы приняли постановление города Якутска, окружной администрации, по которому увеличили расстояние социальных объектов до автоточек по отдельным направлениям до 100 метров. В итоге мы практически для открытия новых автоточек в городе не осталось места. И именно это является сегодня тем сдерживающим фактором, чтобы не появлялись новые. Далее, когда мы изучили проблему, мы увидели, что есть большая проблема с так называемыми наливайками. Мы инициировали совместно с депутатами Госсобрания документ изменения в закон, по которому увеличена площадь обслуживания зала до 75 квадратных метров. Это позволило в 2023 году закрыть 26 наливаек. Сменили специализацию 3, и годом ранее 21 магазин перестали продавать алкоголь. И как это отражается? Вот здесь всюду представлена статистика. Мы идем в верном направлении. Благодаря в том числе тем мероприятиям, которые мы принимаем по антиалкогольной политике, у нас в 2023 году снизилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, на 22%. У нас уменьшилось количество водителей, которые задержаны в состоянии алкогольного опьянения, на 11%. И у нас ДТП снижено количество алкогольного опьянения на 21%. То есть я понимаю, что комплексная задача, но в том числе те мероприятия, которые проводим мы как окружная администрация, я считаю, они вносят здесь тоже свой вклад. Меня часто спрашивают при встречах с населением, главное, как мэр, ты борешься с алкогольной политикой, а какая у вас для населения задача? И здесь, безусловно, самое правильное это развитие физической культуры семей, которые систематически занимаются, построили площадку ГТО в парке культуры отдыха и провели ремонтные работы в 2 детско-юношеских спортивных школах. Это 4-я и 6-я школа. У нас на завершающей стадии строительства в ближайшее время будет введен объект Хатасов, новая США. Ведется строительство детско-юношеской спортивной школы на Сайсадском округе, на улице Ильминцева. Он будет построен в Гидямазе. Ведется строительство открытого катка на территории микрорайона Звездный и ведется строительство зала единоборства на улице Губина. Также, помимо этого, в рамках подготовки к играм Дети Азии на территории города ведется масштабная программа по ремонту спортивных объектов. Это юность, Тюльмада, спорткомплексы Довсон, Лейборг, Триумф, бассейн, Чорбон. Это все, чем будем пользоваться потом на горожане, поэтому качество спортивных объектов и количество в 2023-2024 году качественно изменится. Впервые, также в 2023 году, после долгого перерыва, была проведена спартакиада школьников города Якутска. Мы собрали порядка 20 тысяч детишек, и они участвовали в соревнованиях по 17 видам спорта. Участвовали все 53 школы. Я уверен, что мы эту работу продолжим также и в этом году, и все последующие года у нас будет вестись активная работа по получению наших детишек. Я уверен, что благодаря развитию
спортивной инфраструктуры. Далее, количество людей, которые занимаются систематическим спортом, вырастет еще дальше 178 тысяч людей. Спорт – это хорошо, спорт – это жизнь. Важнейшая работа в 2023 году у нас проводилась по линии поддержки военнослужащих и их семей. 2023 год ознаменовался для нашей страны продолжением специальной военной операции. Это одна из важнейших задач. Президент нашей страны твердо сказал, что цели специальной военной операции неизменны. Наша страна на беспрецедентное санкционное давление и давление недружных стран продолжает уверенно расти. Экономический рост и социальный рост это показывает. Значит, от имени горожан я хочу поблагодарить всех наших защитников Родины, мобилизованных добровольцев, кто сегодня с честью защищает нас на месте проведения специальной военной операции. Какая работа проводится здесь на территории города? Значит, мы с 2022 года развернули городской центр поддержки семей, участников специальной военной операции. За все это время поступило более 10 тысяч обращений на абсолютно разного характера, начиная от решения бытовых вопросов, заканчивая юридическими и психологическими вопросами. Оказывается, вся материальная помощь, начиная от единовременной выплаты и полное сопровождение по вопросам, которые представлены на слайде. Помимо этого, у нас большая работа ведется по линии благотворительного фонда Победы. С момента его работы, с ноября 2022 года, мы благотворительный фонд Победы собрал более 78 миллионов рублей. Основная часть из них, порядка 60 миллионов рублей, это работники бюджетной сферы скидывают свои ежедневную заработную плату, либо премиальную. Это сотрудники, которые так или иначе связаны с городской администрацией. Я хочу поблагодарить каждого из них. Также я хочу поблагодарить предпринимателей, которые принимали в этом активное участие. Их перечислять всех не буду, но это каждого из них мы знаем и благодарны. На эти средства оказывается на регулярной основе поддержка наших воинов, находящихся там. Это десятки автомобилей, сотни прицелов, тепловизионных прицелов, дроны, антидроновые оружия. Вот в данный момент сейчас ребята подъезжают к опорному пункту в Новозовске, везут 3 пикапа, а также гуманитарную помощь больше, чем на 20 миллионов рублей. Эта работа постоянно проводится. Здесь, на территории города Якутска, благодаря наличию фонда, в эти дни проведена работа по установке автоматических датчиков пожарных вещателей, которые закуплены только через фонд Победа, и для всех, кто проживает в деревянных домах, всеми участникам СВО их учат устанавливать. Далее будет проведена работа также благодаря этому фонду. Поэтому большое спасибо всем, кто принимает участие в наполнении этого фонда. Это десятки тысяч людей, и наши воины тоже благодарят за то, что в городе создана такая развитая мера поддержки, которая реально чувствуется. В начале своего выступления я сказал, что в 2023 году наиболее значимым мероприятием была поддержка мастер-плана президента нашей страны. 7 ноября президент подписал перечень поручений по вопросам развития Дальнего Востока, где также был обозначен город Якутск. 29 декабря 2023 года председатель правительства Михаил Владимирович Мишустин подписал распоряжение правительства, которое закрепило поручение, данное президентом нашей страны. Перечень мероприятий и объектов – это 40 страниц, почти 450 миллиардов рублей. Для понимания масштабов это примерно бюджет города Якутска за 15 лет или бюджет нашей республики за 1,5 года. Это колоссальные цифры, которые превосходят любые проекты, которые исторически ранее были реализованы на территории нашего города. Впервые в истории нашего города высшее руководство страны, президент, председатель правительства принимает столь фундаментальные решения. Это впервые в исторический момент. Поэтому по важности, которую мы для себя видим сейчас в этих решениях, безусловно, самое важное, повторюсь, это ликвидация ветхого военного жилья. Мы практически 1100 деревянных домов на территории города, 1100. Это 40 тысяч людей, которые проживают в них. Мы за последние 3 года, повторюсь, провели большую работу по признанию аварии.
Президент поставил точку, сказал, что до 30-го года все, что признали аварийным до 1 сентября, надо убирать. Это десятки миллиардов рублей, которые необходимо сегодня изыскать. Без поддержки президента это было бы нереально. Это раз. Второе, значит, это строительство на территории города социальных объектов. Город сильно растет, и есть большая потребность социальных объектов. 12 школ, 18 детских садов, 10 объектов здравоохранения, 7 спортзалов, 4 объекта детских школ искусств. Это все то, что будет построено до 2030 года. Еще две актуальные проблемы, которые поставлены в решении мастер-плана, это модернизация сферы общественного транспорта и строительство системы ливневой канализации. Это две ключевые проблемы, которые сегодня уже тоже имеют закреплены в реализации нашего мастер-плана. Конечно, центральным связующим звеном для всех жителей Республики всего Дальнего Востока является мостовой переход через реку Лена, который будет построен в 2028 году. Мы также с радостью восприняли решение президента построить новое здание для высшей школы музыки, а также кинопавильон полного цикла. Это, безусловно, даст дополнительный импульс развития всей креативной экономики и вообще развитию экономики города Херсона. Я хочу поблагодарить за поддержку правительства республики, лично главу республики Алексея Сергеевича Николаева, всех, это десятки людей, которые были вовлечены в разработку мастер-плана, Министерство экономики, правительства, Департамент экономики, Департамент, и так можно перечислять очень много. Это очень масштабная работа, которая была проведена в 2023 году. По мастер-плану я провел сам лично более 30 встреч. На них было около 6 тысяч человек, которым я представлял этот мастер-план, какие работы нам предстоит, и получал обратную связь от населения. Хорошо, что мы успели это сделать в летний период, и все те замечания и предложения, которые мы получали от граждан, по максимуму постарались учить. Поэтому можно сказать, что мастер-план города Якутска – это наружная программа развития нашего города до 2030 года. Мастер-план уже с высоких кабинетов переместился на конкретные строительные объекты или проекты. Сегодня уже идет работа, повторюсь, реконструкция площади Ленина, озеро Сайсар, Роман Михайлович Дмитриев. Это все объекты, которые реализуются в рамках развития мастер-плана. В этом году мы начнем программу по освещению, модернизацию уличного освещения, начнем работу по ливневой канализации. Это работы, которые мы планируем начать в 2024 году. Какие у нас основные задачи? Здесь надо понять, что мы уже с 2023 года имеем расписанный план до 2030 года. Мы вступили в реализацию мастер-плана. С этого года самые крупные задачи, которые будет решать окружная администрация, они закреплены в комплексном плане 2030 года, подписанном правительством Российской Федерации. В 2024 году, в июне месяце, пройдут 8-е спортивные игры Ликвидации. Это будет знаковым событием при порядка 30 стран и 1000 юных участников соревнований. Наша основная задача – это обеспечить завершение всех объектов строительных, капитального ремонта и благоустройства города Якутска, чтобы достойно встретить наших гостей. В 2024 году президент объявил годом семьи, а в Якутии начался год детства. Поэтому наша общая задача – провести все мероприятия на высоком организационном уровне, уделять большое внимание вопросам поддержки и повышения авторитета в обществе семьи, материнства и защиты и поддержки детства. Что касается ключевых объектов в 2024 году, то они перед вами, я перечитывать все не буду, но основное внимание при этом обращает внимание на образование. То есть будет продолжена такая же масштабная работа, которая продолжалась по развитию системы образования на территории города Якутска. Также видно, что объекты инженерной инфраструктуры, это жилищно-коммунальное хозяйство, такая же работа масштабная предстоит нам в сфере благоустройства. Большой объем работы предстоит нам в рамках развития физической культуры и спорта. Мы будем, опять же, строить рекордное количество объектов. Мы также начнем работу по Парку Победы и Доме Арчи. Друзья, в 2024 году и последующие годы нам всем предстоит много и упорно трудиться, чтобы добиться всех поставленных в мастер-плане задач.
мы зашли по подготовительному рубежу к историческому событию, 400-летию нашего города. 2032 год мы будем встречать 400-летие самого старого города на всем Дальнем Востоке. Здесь я хотел бы остановиться на Великом Кулаковском, который имеет очень важную строчку. Если же о будущем мы не подумаем, никто за нас не подумает. Если достойной жизни мы не устроим, никто ее за нас не устроит. Поэтому пророческие слова Алексея Алексеевича нам должны стать для нас кредом. Нам предстоит это сделать, и еще несколько лет назад это представлялось невозможным. Сегодня нам предстоит все эти задачи решать вместе, и это должно стать для нас нормой жизни. В заключение я хотел напомнить, что мы в 2023 году для нашей республики прошли очень важные общественно-политические значения. Мы избрали депутатов городской думы, депутатов Госсобрания Думы. И здесь хотелось отметить, что подавляющее большинство депутатов были избраны от партии «Единая Россия». Наш Улдархан Алексей Сергеевич показал очень достойный, хороший результат на выборах главы республики. Это подтверждает правильность курса на ускоренное развитие экономики, стабильность общественно-политической ситуации, улучшение благополучия и качества жизни экономики. В марте 2024 года нам предстоит важнейшее событие в общественно-политической жизни не только в нашей стране, но и всего мира. Мы будем выбирать президента Российской Федерации. Уверен, что вместе со всеми жителями нашей страны мы исполним свой гражданский долг и поддержим нашего национального лидера Владимира Владимировича. Планы и внимание, которые лично Владимир Владимирович Путин уделяет городу Якутску, они, безусловно, заслуживают нашей единодушной поддержки. Никогда такого не было, чтобы президент страны лично утверждал столь колоссальный план развития нашего города. Поэтому мы, как жители города Якутска, в первую очередь должны быть в ряде первых тех, кто поддерживает нашего национального лидера. Спасибо. Спасибо, действительно очень подробный, очень конструктивный доклад. Дорогие друзья, теперь дело за нами, общественник. Значит, делаем таким образом. Вот, как я уже сказал, регламент у нас будет 1-2 минуты. И самое главное, не просто обозначить какие-то недостающие моменты, то есть критиковать, а критикуя, предлагать. Вот тогда будет очень конструктивно. Я бы попросил, чтобы на микрофон вышли именно в первую очередь те люди, которые имеют и критику, и предложение сразу. Конструктивную, хорошую, которая бы улучшила жизнь горожан. Именно такие люди сегодня собрались в этом зале. Давайте мы сейчас, когда начнем, вопросы-ответы. Микрофоны 2 справа, слева. Обязательно, значит, работает протокольная комиссия. Вы сразу называете, кто, откуда и какие вопросы. Пожалуйста, первый. Микрофон открыт. Пожалуйста. Или уже все ответы получены? Так тоже бывает. Вот первый, да, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Титова Антонина Степановна. Я представитель общественного волонтерского объединения «Волонтеры САХА», которое оказывает помощь нашим землякам, проходящим лечение в госпиталях Министерства обороны. Мой первый вопрос такой. Вот на слайде трехлетие развития инфраструктуры я не увидела развития инфраструктуры земельных участков, выделенных ветеранам войны. Может быть, просто пропустили или как бы оно не предусмотрено в этом плане трехлетия? Это первый вопрос. Второе. Хотела бы обратить внимание, Евгений Николаевич, ваше на официальный сайт окружной администрации города Якутска. Вот каждый из вас сейчас можете зайти
фотографии никаким образом не проявляются. Ни руководителя города, ни заместителя, ни членов общественной палаты, ни наших уважаемых заслуженных, как вот написано на сайте, наших почетных жителей города Якутска. Возможно, вы скажете, что это хакерские атаки и каким-то образом фотографии не загружаются. Но я специально сегодня заглянула на сайты других дальневосточных городов. Возможно, все силы хакеров брошены на сайт города Якутска, потому что там с фотографиями, со всем остальным там все нормально. Возьмем, например, почетных граждан. Последняя запись, которая была внесена в этот раздел, это 2017 год. Сегодня на дворе 2024 год. На протяжении скольких лет не вносились изменения в этот раздел, считайте сами. Точно так же по общественной палате. Там только фамилии. Нету ни данных о членах общественной палаты, ни плана работы. Мне, как обычному жителю города Якутска, очень интересно включиться в работу общественной палаты. Но я не знаю, каким образом, потому что плана нету. Принимается. Ну, в общем, по поводу сайта я могу говорить много, задерживать не буду. Последнее предложение. В 2015 году, в сентябре, в нашем городе торжественно открылся мемориал солдат Туймады. Этот мемориал был инициирован общественниками и при поддержке окружной администрации города Якутска, когда этот мемориал был создан. И по словам архитектора вот этого мемориала, есть возможность включения дополнительных списков. Понимаете, мы, когда мемориал создавался, в списках всего было 14 с лишним тысяч солдат, которые ушли именно с города Якутска. На момент создания мемориала это количество выросло до 20 с хвостиком. Понятно, что есть некоторое количество имен солдат, которые не увековечены на этом мемориале. И если понимать, что сейчас, возможно, в бюджете не предусмотрены какие-то большие расходы, но давайте, говоря о том, что мы должны помнить каждого солдата, каждого, давайте мы что-то придумаем, сайт, где мы будем все вместе создавать и сохранять историю нашего города и об этих солдатах, истории жизни. Ну, собственно, все. Спасибо. Спасибо. Очень хорошее предложение. Я просто для себя уточнение. Начну с конца вашего вопроса. А в бюджете не предусмотрено на увековеченных, кто он так сказал? Я не знаю, я это предложение Нет, нашел это, второй. мы по-любому найдем в бюджете деньги, просто это вопрос, конечно, мы Понятно, что это большая сумма, скорее всего, частями. Нет, Несколько лет назад, обращаясь к вам с этим вопросом, лично к вам, вы сказали, что нет, у нас как бы все имена увековечены. Ну, вы сослались на ответ нашего специалиста. Чье имя увековечено? Конкретно есть список тех, кого надо увековечить? Давайте только список, и мы работу проверим, никаких проблем нет. Просто здесь в зале есть люди, которые этим занимались, и я говорю о Давайте сделаем так. Вы официально, пожалуйста, обратитесь, да, никаких проблем нет, здесь я с вами абсолютно солидарен, никто не должен быть забыт. На каждого места должно быть в этом мемориальном комплексе, это безусловно, и в бюджете предусмотрено. Спасибо, Евгений. Теперь относительно сайта, я принимаю вашу критику. Если у нас действительно там с 2017 года не обновлялась информация по почетным гражданам, мы проведем служебную проверку и посмотрим на соответствие занимаемым должностям людей, которые занимаются администрированием. Только не это, ничего не знаю. Теперь по инфраструктуре земельных участков для участников специальной военной операции. Нет, вообще для ветеранов войны есть уже выделенные
участки, я вот про них имею в виду. А. СОНТ, Победа, Победа-2. Смотрите, вот здесь вот как раз таки вопрос в СОНТ. По подключению к СОНТ мы проводили работу по СОНТ газификации для ранее ветеранов Великой Отечественной войны. Поэтому здесь сразу скажу, вот мы, давайте немножко шире, да, сейчас задача наша стоит по обеспечению земельных участков в 2024 году участников специальной военной операции. Мы с прошлого года постоянно встречаемся с семьями, бойцами сами и подготовили порядка 1500 земельных участков, которые будем раздавать. Это участники с города Якутска. Здесь мы сейчас планируем эту работу завершить уже ко второму кварталу и начнем проведение этих работ. Здесь изначально мы говорили, что земельные участки идут по марке соток. Поэтому дальше будем формировать соты и посмотрим меры поддержки отдельно по электрификации и подведению дорог. Хорошо. Спасибо. Слово имеет председатель Совета старейшин Николай Васильевич Левчик. Спасибо. Левчик Николай Васильевич. Евгений Николаевич, я с удовлетворением послушал ваш доклад о динамичном развитии города. Я хочу обратить внимание, пользуясь моментом, ваше внимание. Я на днях ознакомился с схемой разработки ливневой канализации города. Меня ознакомила служба эксплуатации городского хозяйства. Там я не нашел городской канал. В этой схеме его нет. А вы в докладе сказали, это совершенно правильно. Это магистральная, значит, основная объект по ливневой канализации. Вот, поэтому надо бы служба эксплуатации городского хозяйства обратила внимание и разработчикам ливневой канализации доработали более детально и более усиленно обновление воды в городском канале. Обычно городской канал протекает в первой половине лета, остальное лето она не протекает, но вода стоит, зеленеет, гниет и так далее. Поэтому вот в предстоящей схеме ливневой канализации надо бы предусмотреть более усиленную подачу воды в горканал и в течение всего лета. Тогда свежая вода в черте города, это микроклимат намного улучшится для всех горожан. Спасибо. Спасибо, Николай Васильевич. Действительно, здесь с каждым вашим словом согласен. Мы в рамках трехлетия благоустройства, трехлетия развития инфраструктуры, основная задача в том числе это обеспечить проточность горканала постоянно. Мы будем восстанавливать этот трубопровод, который будет в протоке закачивать на озеро Шестаковка. Это улучшит жизнь всех городских озер, которые в Малом кольце и в Большом кольце, а также это десятки тысяч горожан, которые сейчас проживают на дачах, Татамляках, Мархи, всего Покровского тракта, ну и жители центральной части города, где вот озеро, озера, к сожалению, после середины лета начинает зеленеть. Да? И теперь мы планируем, что в 3 года мы красим все это. Хорошо. Правый микрофон, пожалуйста. Добрый вечер, Евгений Николаевич, Матвей Иванович, уважаемые участники доклада, отчета. По поводу отчета мы видели, что очень много работы проделано, по некоторым пунктам все это превышено, нормативы, которые должны были сделаны. У меня вот возникло 2 вопроса. По поводу, первый вопрос касается это экологии нашего города. Да? Мы все знаем, что наш город не такой чистый, идеальный, много пыли, песка и так далее. А много грязи приходится из частного сектора. Вот мы дороги строим, а когда будем достраивать частный сектор, это бы решило очень много чего. Вот, во-первых, проблема экологии. Надо асфальтировать частные сектора тоже. Если сейчас смотреть микрорайон Сатал, в сторону птицефабрики, Сергелявское шоссе, там главные дороги асфальтированы, да, вот и до Сатала, и птицефабрика, а вот частные сектора, оттуда же грязь выводится. И большие грузы они оттуда же песок берут с карьеров, грубо говоря, и всю грязь в город тащат. Вот как с асфальтированным частным сектором? Это первый вопрос, у меня 2 вопроса.
начинали с 1,5 миллиарда в 2019 году. Ежегодно увеличиваем количество средств для того, чтобы жизнь в городе становилась лучше. Вы абсолютно правы, что хотелось бы все дороги заасфальтировать. На территории города порядка 600 километров дорог, в том числе дороги, которые находятся в индивидуальных районах проживающих ИЖС. Вы знаете, сегодня у нас в плане дорожного ремонта мы стараемся по максимуму учитывать и частный сектор, но надо понимать, что у нас первая задача стоит развитие опорной сети улиц, которые в городе. Нам предстоит с вами в ближайшие годы отремонтировать очень колоссальные средства, вложить на 50 лет Советской армии, Дзержинского, Аюрского, улица Лермонтова. Это все позволит расширить основные дороги. Мы планируем к 2030 году привести в 100% нормативное состояние дорог. Сегодня в работе с Министерством транспорта республики мы просим их учитывать интересы города в районе 2,5–3 миллиардов рублей ежегодно. Если мы сможем заручиться поддержкой республики, то мы и дойдем до ИЖС-сектора очень быстро. Смотрите, мы вот в бюджете 2024 года из городского бюджета заложили рекордные 750 миллионов рублей городских денег. До этого максимальный объем был 500 миллионов рублей. Поэтому я понимаю, что это нужно делать, но, к сожалению, в один момент взять все заасфальтировать весь сектор ИЖС не получится, пока у нас по центральной части города остаются улицы, по которым активно двигается общественный транспорт, и они довольно перегружены, их нужно расширять до 4 полос. Вот мы в первую очередь должны расширить такие сложные точки. Например, 50 лет советская, колоссальная работа нам предстоит. Мы, знаете, оно имеет отложенный эффект. Большие улицы сейчас будут проведены и останется потом заходить уже только на частный сектор. Мы идем второй вопрос. Получить второй вопрос. Да, вот у нас велась борьба с алкоточками, да, которые вот продавали алкогольные напитки. И общественная палата, где я являюсь членом, очень тесно с вами работала с администрацией, с правоохранительными органами, добились хороших результатов, но этого до идеала не хватает. Да, вот недавно к нам поступил сигнал от жителей села Хадас, что там некая гражданка уже где-то 10 лет торгует незаконно алкогольными напитками, спаиванием населения. Сигнал, ну, по словам, опять же, этих жителей, они сигнал в правоохранительные органы подавали, но без результата. Вот, кроме борьбы с алкоточками, вот надо обратить тоже внимание, это лично мое мнение, да, которые вот на автомобилях там сами доставляют алкогольные напитки, и вот с ними никак не борются. Я постоянно вижу сигналы, постоянно вижу людей, которые в машину заходят, с черным пакетом выходят, заходят в дом. Особенно в ночное время, да, если обратить внимание. Вот надо усилить с ними тоже борьбу, с правоохранительными органами, собраться, тоже обсудить вот эту проблему. Это спаивание населения у нас сейчас идет. Хорошо, что там достаточно большое количество ЖКП закрылось, но те же, может, владельцы этих ЖКП сейчас занялись вот автомобильной доставкой. Надо усилить с ними борьбу. Да, согласен. Ну, смотрите, здесь нужно вещи разделять следующим образом. Вот продажа в виде бутлегерства, либо там как точки, которые реализуют, это незаконно. Это понятно. Да, здесь меры полицейского воздействия сразу же. Вот с точки зрения нас, как нормативного поля создания, мы законодательство меняем. Поэтому дальше мы совместными рейдами, совместными мероприятиями с органами полиции, с общественниками должны добиться неукоснительного исполнения первого действующего законодательства. Нам еще есть над чем работать, не все ЖКХ мы еще закрыты. В течение 2024 года мы должны добиться полностью закрытия всех ЖКХ, которые попали под ограничения. Также проводить постоянный мониторинг, чтобы соблюдался закон относительно расстояний от социальных объектов. Ну и, безусловно, в рамках взаимодействия с Министерством внутренних дел мы должны вести работу по бутлегерам и точным действиям. Полностью с вами согласен. И это, кстати, большая благодарность общественной палаты. Да, вот мое предложение собраться с общественной палатой, да, с администрацией города и представителями правоохранительных органов и усилить
работу по этому направлению. Хорошо, согласен. Спасибо. Спасибо. Хорошо, спасибо. Так, левый микрофон. Друзья, рекламу не забывайте. Здравствуйте, меня зовут Иванов Данил, я являюсь членом организации «Приклады города Якутска». Ближе. И в связи с этим хотелось бы задать несколько вопросов. Было увидено на отчете по итогам 2023 года, очень много мероприятий было запланировано для школьников, дошкольного образования и дополнительного образования в том числе. Но как человек, который является второкурсником колледжа Якутского гуманитарного, хотелось бы спросить, что по поводу вузов и СУЗов? То есть хотелось бы обратить внимание на то, что очень мало мероприятий проводится именно для студентов, а если проводятся, то только для студентов высших учебных заведений, но не для средних. В связи с этим хотелось бы спросить, что будет проводиться для студентов колледжа? Ну, мы отдельно студентов колледжа сейчас не будем учредять. Да? Вот 16 февраля на территории города Якутска будет проходить ежегодный, который стал уже фестивалем самого масштаба на территории республики Мусустар. Вот 16 февраля. С 21 года он, слава богу, приходит каждый год, и он является такой площадкой, которая находит молодые таланты. Замечательная возможность, чтобы участвовать не только студентам высших или среднеспециальных учебных заведений, но и в том числе старшеклассников. Это раз. Второе, значит, в рамках работы нашего управления по взаимодействию с молодежью, давайте мы отдельно, вот, как представитель общественности, приходите вносите свои предложения, здесь мы открыты. И если у вас есть какие-то предложения по дополнительным мероприятиям только для судов, я с удовольствием поддержу. Потому что сегодня 12 судов, более 10 судов на территории города работают. Это тысячи молодых ребят, горожан, которые активно участвуют в жизни города Якутска. Если у вас есть предложение, как городская администрация должна что-то сделать дополнительное, что вам видно, да, мы с удовольствием поддержим. Поэтому давайте мы здесь протокольно отметим, чтобы на вас управление по взаимодействию с молодежью вышло на вас и в рамках общего совещания с общественностью, с молодежью придумали отдельные мероприятия для суда. Принимается. Спасибо. Спасибо. Хорошо, молодец. Правый микрофон, представьтесь. Здравствуйте, работаете? Здравствуйте, Евгений Николаевич, Матвей Иванович, все. Так, я Сергей Петров, я представляю тоже молодежную администрацию при дворе города Якутска, и у меня не замечания, а предложения. Если мы ничего не увидели про туризм, окружная администрация имела в планах там развивать городской туризм и так далее. Вот даже как сам Илдархан говорит, чтобы полюбить Якутию, надо приехать сюда летом. Чтобы понять, нужно приехать сюда зимой. Якутия наша прекрасная, и я этим летом видел Новосибирцев и даже москвичей, даже удивлялся. Неужели о нашей Якутии кто-то услышал? Я думал, о ней никто не знает. А вот в прошлом году на цехе даже канадца встретил. Его жена наша местная, точнее, урожденная. И вот в том же СУФУ иностранцы. Я для них иногда даже экскурсии провожу по городу, потому что они сюда приехали, ничего не знают. Поэтому предложение, как будет развивать городской туризм для иностранцев и для людей из другого региона. Спасибо. Да, спасибо, Сергей. Позвольте на пару минут немножко шире начать ответ. За 2023 год на территории города Якутска, Якутии, 237 тысяч человек. Значит, это основная масса из них приезжает в летний период праздника. Это в том числе на наш национальный праздник ПГ, и основная масса это 40 летних скаков, 170 тысяч человек. Якутия является входными воротами. И вот с точки зрения развития туризма, это неотъемлемая часть развития экономики города. В ближайшие годы что ожидает? У нас будет строительство двух гостиничных комплексов. Значит, на проспекте Ленина, и будет, значит, масштабная программа реновации старого зала. Мы будем делать новый проект по восстановлению именно не новоделов, а старых домов на 55-й квартал. Это вот основные мероприятия, которые мы планируем в рамках развития туризма.
Спасибо, молодец. Хороший вопрос. Так, левый микрофон, пожалуйста. Приветствую всех присутствующих. Меня зовут Татьяна Михайловна, я председатель общественной организации «Русская юстиция». У меня вопрос по департаменту градостроительства. Почему департаментом градостроительства нарушаются сроки рассмотрения письменных обращений граждан? Со слов специалистов МФЦ, сроки нарушаются от 2 до 6 месяцев. То есть людям приходится ждать по 2, по 3, по 4 и более месяцев, чтобы получить ответы на свои письменные запросы. И второй вопрос конкретно я хотела бы услышать по участникам СВО. Когда конкретно будут выделены им земельные участки? По ФЗ 59. Здравствуйте, Анна. Значит, если письменное обращение, то по закону, федеральному закону, у нас есть ровно 30 дней, чтобы внести ответ. Все, что вы вкладаете за период 30 дней, является нарушением закона. И 99% из 100 на каждое нарушение мы получаем представление прокуратуры, если такое есть. И невиновное лицо несет дисциплинарную ответственность. Это 100%. Поэтому здесь, с точки зрения вам конкретно на 2 или 6 месяцев, я первый раз слышу, что кому-то на полгода. Ну и мне конкретно в том числе тоже. Да, давайте разбираться, если этот вопрос у вас еще не решенный остался, давайте на мое имя заявление напишите. Я лично рассмотрю его, и мы боремся с этим. Из года в год их становится меньше, этих просрочек, но человеческий фактор, к сожалению, присутствует. Где-то может это случиться. Но сейчас с внедрением электронного документооборота все документы фиксируются уже в ЕСЭДе, и мы сразу видим, когда оно было получено и когда оно начинает выходить на просрочку. И каждый руководитель несет персональную ответственность по просрочке. Каждый руководитель, я с каждого заместителя спрашиваю, и, соответственно, дальше заместитель. Поэтому 23 год мы закончили без просрочки, 23 год. Но если у вас там есть отдельные факты, то, пожалуйста, давайте мне документы и письмо. Хорошо, я всегда обращусь и будем скажу. Теперь по земельным участкам ПСО. Мы планируем объективно где-то, не раньше мая месяца будет это все дело, потому что сейчас проведены работы по кадастровому учету. Далее мы будем все это дело распределять с точки зрения прописки городской и городского имущества. Спасибо. Так, правый микрофон, пожалуйста. Представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Малашкина Виолетта, я состою в молодежной администрации при главе города Якутска. У меня вопрос будет немножко короче, чем у остальных, потому что все-таки я хочу придержаться вам нами регламента. Так, какие меры были приняты для повышения доступности здравоохранения и социальных услуг для жителей города, и каковы результаты принятых этих мер? Повышение уровня обеспечения здравоохранения. Какие меры были приняты для повышения доступности здравоохранения и социальных услуг для жителей города, и каковы результаты принятых мер? Спасибо за вопрос, Виолетта. Значит, основные мероприятия по повышению доступности здравоохранения на территории города хотелось бы отметить, что в 2022 году построен и введен кардиологический центр, в этом году введен будет онкодиспансер. Это два ключевых проекта, которые не имеют аналогов на всем Дальнем Востоке. Это раз. Второй, значит, у нас ведется активная работа по строительству поликлиники на 600 мест на территории Гагаринского округа. Это два. Значит, мы также, в-третьих, планируем строительство поликлиники начать на территории микрорайона Звездный. Наша задача до 2030 года построить 10 объектов по линии здравоохранения. Вот, значит, здесь, с точки зрения строительных объектов, вот здесь мы участвуем. Просто по 131 федеральному закону здравоохранение выведено из органов местного самоуправления. Поэтому в операционной деятельности, что происходит в объектах здравоохранения, я не имею права и не знаю, что говорить. Единственное, в чем мы участвуем, это в стратегическом развитии, где необходимо строить, где необходимо выделять землю, проводить работу застройки. И вот наша основная задача, чтобы все эти 10 объектов к 2030 года были построены. Потому что город растет, а объектов должно быть больше. Спасибо за очень важный вопрос. Спасибо за уделенное вами время и огромное спасибо вам за ответ.
Спасибо. Добрый вечер, уважаемые гости. Меня зовут Никита Сафрон. Я являюсь главой молодежной администрации при главе городского округа города Якутска. У меня такой вопрос, даже скорее не вопрос, а предложение больше. Дело в том, что вот раньше, когда я был маленьким, я всегда слышал про некого блогера злого Мамбета, который как раз таки снимался вместе с мэром, вместе с замглавами, на различные роды видеоролики. И вот как раз таки вопрос, почему мы не можем это делать и в нынешнее время? То есть когда вытекают съемки, да, вот не такие инновативные съемки, а вот больше скорее там, как работа идет. Потому что когда я слышу от молодежи, там, ну я не спрашиваю вопросы, да, допустим, знаете ли вы, кто Виктор Кан, знаете ли вы, кто является главой городского округа, они практически не знают. То вот у меня вот такой вопрос, возможно ли это в будущем? Я прошу прощения, я не расслышал, что необходимо сделать. Смотрите, дело в том, что вот как раз таки раньше, когда я был маленьким, некий блогер Злой Мамбет, да, такой есть блогер, он снимал видеоролик, допустим, с Алексеем Сергеевичем Николаевым. То есть, опять же, ну, не только там, и можно было бы снять и замглавами, какие-то определенные ролики. Злого Мамбета нас не Злого Мамбета нас Почему? Я просто... Да, я предлагаю, чтобы мы могли бы какие-то там видео, фото, аудиофиксации проводить. Если молодежная администрация имеет такую инициативу, конечно, вы будете поддерживать. Не факт, что Злой Мамбет, но вот это... Нет, почему? Это просто раньше такой блогер был, и они просто снимали Он вместе. сейчас есть, он еще Он кино сейчас не блогер. сейчас. Он уже не занимается. Да, это тоже занимается. Просто когда был в нашем возрасте, он этим занимался и был поддержан. И вот я тоже подумал, что в нынешнее время, да, вот именно в это время. Нет, на самом деле, предложение очень хорошее. Молодежь должен знать руководителей. Я с удовольствием, если вы примете такое решение, первым пойду к вам на расстрел. Да? Очень хорошо, будем делать это. Хорошо. Ну и все, даже с вами. Приветствую всех присутствующих. Меня зовут Хайдуров Роман. Я являюсь заместителем председателя детского общественного совета при главе городского округа города Якутск. Как мы знаем, вы всегда поддерживаете инициативы школьников, поощряете самых активных участников. И наш первый вопрос звучит так. Можно ли рассмотреть возможность прохождения профориентационной стажировки для членов детских общественных объединений и также членов детского общественного совета в структурных подразделениях окружной администрации? Заранее спасибо за ответ. По развитию образования, да? Профориентационной стажировки для детей, рассматривающих дальнейшую работу в стенах нашей администрации. Да, это хорошее предложение. У нас, во-первых, день дублера проходит. Здесь можете начинать уже в нем участвовать, это только плюс нам. Потому что ранее профориентация, она сегодня очень необходима, потому что живем в очень быстро меняющемся мире. Поэтому сегодняшние дети, они, конечно, уже не то, что 10 лет назад, или там, 20 лет назад, но все, конечно, очень сегодня доступная информация, и, соответственно, дети быстро развиваются. Поэтому по профориентации давайте мы в управлении образования сейчас задачу поставим, в рамках муниципальной программы развития, чтобы обязательно было включено именно мероприятия как системные, ежегодные по профориентации и стажировки школьников, старших курсов, может быть, студентов средних специальных образовательных учреждений в рамках структурных подразделений окружной администрации. Проработаем. Хорошо. Спасибо. Спасибо за ответ. Добрый вечер, Евгений Николаевич, уважаемая комиссия и члены отчета. Меня зовут Ярослава Егоровна, я являюсь членом детского общественного совета и председателем совета беглых. У меня есть к вам два вопроса. В республике в этом году объявлен год детства. И какие меры будут предприняты по поддержке инициатив детских движений? И второй вопрос. Что вы думаете об идее создания совместного проекта вместе с детским общественным советом во благо улучшения нашего города и республики? Спасибо, Анна, за вопрос. А какой конкретный проект вы предлагаете? У наших ребят есть сейчас множество идей, и объединив их, мы можем предложить окончательный результат вам. Хорошо, вот у нас есть совет, который при мне работает в основном школьники города Якутска.
Спасибо большое. Спасибо. Так, правый микрофон. Здравствуйте, меня зовут Бушкова Ирина Петровна, я многодетная мама, 5 детей. И хотелось бы спросить, сколько земельных участков было выделено в 2023 году для многодетных семей? Ну и еще у меня там, два вопроса тоже есть. У нас, спасибо за вопрос, у нас с учетом декабря 105 земельных участков было предоставлено в 2023 году, 105, суммарно 105, да? Да, 105 земельных участков, и не было 500 человек, да? 540. 540 человек денежную компенсацию получилось. К сожалению, пока 105 земельных участков. А у меня такой вопрос. В позапрошлом году я была 46-я, а в этом году я 41-я. Как это получилось? Здесь просто смотрите, у нас по выдаче земельных участков есть внеочередные категории. Это люди, которые стоят на учете как нуждающиеся. Они получают право вне очереди получать. И поэтому только в таком случае может быть такое, что они вне очереди происходят сразу перед очередью. Сколько человек получили в этом году? В этом году получили 43 человека из очереди. Человек Елена Петровна на 46 сейчас стал 41. Мы 105 земельных участков выделили. Там довольно сложная система, но если все проверить, то все равно вы давайте, вы это представитель, руководитель агентства земельных отношений. Давайте прямо сейчас к нему запишемся. Да, просто я не смогла попасть, у них стоит на двери кодовый замок, и туда никого не пускали. Там по записи, да, давайте сейчас Сергей Васильевич вас примет лично. Сейчас Сергей Васильевич. Не буду задерживать, второй вопрос. По перетоку получается... Давайте так, вот вы сходите, да, а потом вы информацию мне доведете, все ли честно, все ли объективно. Сейчас подойдете, мой номер телефона дадите, вы потом мне, пожалуйста, просьбу позвоните, скажите, хорошо? Хорошо. Спасибо. Ага. Второй такой вопрос, такой актуальный, это по перетоку. Ярославского 6, допустим, у нас, да, управляющая компания ЦДС, она говорит, что счетчики установлены, а ДЭК, она говорит, что счетчики у нас не установлены. А переток получается из-за того, что мы оплачиваем по нормативам, а не по счетчику. Как бы, да? И мы не можем в итоге найти, как бы, счетчик у нас есть или нет. Да? Потому что обращалась в управу Центрального округа, но так как у нас руководитель Центрального округа часто меняется, как бы, у нас проблема не решается. У нас Центральный округ, к сожалению, Юрий Робертович ушел, по собственному желанию, очень хороший руководитель, большая благодарность ему. Да, таких руководителей еще поискать надо. Но это не снимает вопроса, здесь я не готов сейчас ответить. По Ярославскому 6, Игорь Петрович, пожалуйста, на контроль возьмите. Да, хорошо, принято. Да, Игорь Петрович, да, и вот я как бы не от своего времени подошла, у меня заявление, тут куча подписей на нашего второго подъезда, а наши люди страдают от холода в квартирах, у нас по стенам и по полу до -2. Здесь все акты исследования есть за 3 года, и наша проблема никак не решается, только осталось у вас. А в Госержен вы обращались на работу в управляющей компании? Да. Хорошо. Их штрафуют, но дальше никак не. А поменять управляющую компанию не пробовали? А первый, второй, третий подъезд, мы все нормально, тепло, а у нас трещина по дому на втором подъезде. То есть первый, третий подъезд все устраивает, да? Я понял. Ну, давайте обращение ваше время. Там есть ваши контактные телефоны? Хорошо. У вас ваш номер есть там? Я подойду, передам. Да, оставьте свой номер телефона. Протокол тоже. Протокол тоже. Пожалуйста. Всем добрый вечер. Николай Борисов, Совет УСО города Якутска, житель микрорайона Москва. Вопрос такой. Вот у нас строится 4-полосная дорога, очень хорошая, да? И проблема одна. У нас летом с карьеров возят песок, сыпучий материал, да, строительный. И там ездят очень большегрузные машины, и у нас вообще находится накопитель сыпучих материалов. Предложение такое, что вывести этот накопитель строительного
за черты города Якутска. И еще второе предложение. У нас на половине крестьянства всегда стоит этот весовой контроль, который работает только в будние дни и в рабочее время. А у нас как ночь начинается, и вот эти большие грузы, эти карьеры, которые работают круглосуточно, и возят песок. И делать контроль круглосуточный весовой, потому что вот дорогу делает, и он надолго не хватит с такими темпами. Спасибо большое за вопрос. На самом деле вы подняли один сложный вопрос с точки зрения передвижения большегрузной техники на территории города. Старый вопрос дорогу, которую мы ремонтировали буквально 3 года назад, и сегодня из-за перегруженной техники, которая, несмотря на нарушающий знак, запрещающий знак, продолжает ездить, дорога быстро изнашивается. Происходят провалы высоких грунтов здесь. Дорога не рассчитана, но большинство дорог не рассчитано на движение такой техники на территории города. Поэтому мы все ближе и ближе к тому, что нам все-таки придется ввести ограничения по заезду на территорию города Якутска большегрузной техники. Это, наверное, будет единственное правильное решение. Другой вопрос, что мы должны подготовить объездные пути для техники, которая будет ехать транзитно. Здесь этот вопрос требует широкого обсуждения, во-первых, жителями города Якутска и учетом мнений предпринимателей, которые там сегодня работают. Потому что большинство из них это частные предприниматели, мы посмотрели структуру, зачастую ИПшники или физлица даже, которые оформили лизинг техники на себя. Лизинговые договора требуют ежемесячной оплаты. Вот если техника их будет простаивать в летнее время, или они говорят, что мы вынуждены будем обанкротиться. Поэтому здесь нужно найти такое правильное решение, которое позволит им остаться на плаву и соблюсти интересы горожан. Большинство, 90% населения за то, чтобы большинство вообще не помогало. Из-за них пробки, ломаются дороги и так дальше. Но при этом на те же строительные объекты нужен цемент, нужна щепелка, нужен песок, а наши предприниматели и строители привыкли привозить их 20-кубовыми или 30-кубовыми самосвалами. Если раньше ездили там 10-кубовые, то сегодня это уже зачастую 30-кубовая техника, которая, конечно же, совершенно другое давление имеет на дорожное полотно. Поэтому мы сегодня близки к тому, чтобы уже внести ограничения наравне с республиканскими дорогами весной, мы период оттаяния. И я думаю, что в летнее время полностью мы должны вносить запрет на движение перегруженных техник по всему городу. Надо будет делать перетарку с карьеров, которые привозятся, и далее уже разводить по городу либо наполовину груженной техники, либо на технике, которая имеет меньше объем кузова. Это единственное решение, которое есть. Мы к этому, наверное, пойдем дальше. А свои предложения есть? Ну, предложения как во всех... Почему у нас, вот, например, японской спецтехники очень много, да? Начиная от микрогазовых, вплоть до пожарных. Можно было сделать так, чтобы еще от пункта А до пункта Б, за городом на видели сделать, например, с Покровского тракта и со стороны Марки, да, за городом, за чертой города. А потом уже оттуда уже маленькими 10-тонными стариками уже возить по городу. Согласен. Или же завозить все зимний период времени, когда машин на дорогах мало, когда нет угона дорожного полотна, за счет того, что все люди там нет. Это единственное. Я с вами согласен. Мы к этому движемся. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, правый микрофон. Уважаемые друзья, уважаемые горожане, уважаемые общественники, меня зовут Валерий Валентинович Стефанский. Многим я, конечно, известен. Вот я хочу с высоты своего возраста, 76 лет прожил в нашем любимом городе, и мне красоты нашего города, как фотографу, они мне все известны.
Но я обращаю внимание общественников, что у нас очень много недостроев в городе Якутске. Это знаменитые ваучерные дома на проспекте Ленина, это большой комплекс, который был построен быстро-быстро на территории 35-й, по-моему, школы на улице Лермонтова. Вот. И очень много недостроенных домов по улице, по Сергеляцкому шоссе, ну и других. Я думаю, что я как фотограф могу вам помочь в этом деле, но чуть потеплее будет. И эти вот моменты сфотографировать и предоставить, помочь той или комиссии, там, кому. С удовольствием помогу, потому что я это все как фотограф вижу, и мне просто неприятно, потому что у меня очень много друзей, которые приезжают в наш прекрасный город, которые видят его красоты, особенно за последние годы. Просто шикарное здание. Но вот еще есть здание, которое, значит, на 202-м стоит, неиспользованное здание, и шикарное здание, которое скрывается за старым Минфином. Там вообще такое строение, что непонятно, почему оно появилось. Понятно, что ему не дают какие-то разрешения. Это первый вопрос по недостроям. И второй вопрос. Вот мы все общественники и знаем, что когда выборы готовятся, очень много партий и очень много таких однодневок, которые призваны для того, чтобы поругать нас, то есть поссорить, значит, одну партию с другой, и ищут недостатки. Нельзя этим делом заниматься. Просто давайте как общественная организация все-таки давайте жить дружно, потому что у нас город не такой большой, чтобы ругаться еще за что-то и на каких-то общественных мероприятиях. Просто давайте жить дружно, потому что раньше идешь по городу, все улыбаются, все такие родные, обнимаемся. Даже до сих пор я обнимаюсь, у меня люди... Сейчас меньше стало. Меньше обнимает. Очень обнимается. Особенно, да. Это хороший вопрос. Женщины, которых я фотографировал уже 50 лет назад. Я фотографом был в свое время, ну, помогал фотографам. И вот они сейчас мне... Хороший. Да, все. И, значит, я хочу, чтобы, значит, вот эта любовь горожан друг к другу, она была вечной. Хватит ругаться. Мы просто дошли до такого уровня, что заходишь в автобус, все тебя не видят, все в смартфоны и так далее. Давайте жить дружно. Спасибо. Мои друзья. А так я помогу вам. Давайте жить дружно. Так, вот все. Вот сколько человек стоит, мы этим завершаем. Итак, мы перебрали. Давайте, пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые граждане города Якутска. Я Шварина Узбековна, мама 10 детей. У меня такой вопрос. По многодетным. Есть программа 5 и более детей, да? Уже сколько лет? Мы стоим в очереди, многие. И вот в этом году сколько, я бы хотела услышать, сколько семьям дали на улучшение жилья. И в этом году год семьи, сколько дадут из бюджета? Такой вопрос. Да, спасибо. Этот вопрос вполне достаточно есть у нас здесь. В рамках каких-то программных нужд, если не более детям, выплаты на улучшение жилищных условий. Это управление Министерства труда и социального развития реализуется вопрос. Я просто, не вопрос компетенции трудовой администрации, но мы надо уточнить вопрос управления соцзащиты. Давайте спросим. Есть вопрос? Давайте мы сейчас вам контакты возьмем, узнаем у Министерства труда, это ведем. Сколько денег в этом году заложено? 10 детей это... Да, спасибо вам. Хороший показатель. Пожалуйста, да. Валерий Лепов, представитель науки, образования, член Совета научно-технического при
Евгением Николаевичем. Вот Матвей Иванович тоже хотел вопрос задать. Вот собирается научно-технический совет, принимается ряд там решений, предложений, в том числе стратегию, вот, комплексный мастер-план развития города Якутска. Но на следующем заседании ничего не предпринимается, то есть то же самое происходит. Вот хотелось бы, мы со своими предложениями туда выходим. Почему так происходит? Это вот первый вопрос. То есть никаких реакций со стороны конкретно что? Конкретно это вот по тому, что был принят там мастер-план без учета уникальности города, его мерзлоты, его мультикультурности, его то, что это центр науки и образования вообще в республике. У нас в мастер-плане же сказано, что Якутск город многонациональный. Ну а дальше, что ничего в этом поводу нет, строится по тем же европейским вещам все. Я понял, вы хотите сделать европейский город, да? Это хорошее понятие, но у нас не европейский город. У нас город все-таки со своими особенностями. Это вечная мерзлота, это история, уникальнейшая история. Его освоение, это место. То есть там есть несколько черт, которые мы подчеркнули, и все это вот содержится в наших музеях, нашими сотрудниками, многолетняя работа. Мы ведем работу и профессионально по профобразованию со школьниками, со студентами, всех включаем. То есть этот опыт есть, но он никак не используется, к сожалению. Привлекают совершенно другие фирмы, московские, а мы даже в Норильске заняли второе место, и вот наше решение используется в том городе. Мы при разработке мастер-плана города Якутска, как лидером открытого конкурса, был консорциум под лидерством Института генерального плана Москвы. В составе разработчиков мастер-плана был также Северо-Восточный федеральный университет. Поэтому и неоднократно проводились общественные обсуждения стратегии мастер-плана, в том числе и захватом представителей отрасли образования и научно-технического сообщества города Якутска. Поэтому здесь я бы не сказал, что не учли абсолютно никаких замечаний, но с точки зрения кредитной зоны и прочего, здесь же действительно междоповедники консультировались. Ну, ничего не было сделано. Виктор Васильевич присутствует здесь постоянно. И почему? Это же не так. У нас же в рамках мастер-плана у нас обозначено одним из приоритетных проектов это вопрос мониторинга вечной мерзлоты. Мы на территории города Якутска должны в рамках реализации мастер-плана создать интеллектуальную систему мониторинга вечной мерзлоты. Оно создается и мастер-плана, то есть это входило в план, но, к сожалению, вот весь архив был утерян, и сейчас приходится заново мониторить весь город. Это все делается посредством института. В общем-то, к сожалению, проблема остается. Да, к сожалению, вот сегодня то, что вы говорите, она так есть. Я более того скажу, что сегодня международным контролем как таковым у нас, к сожалению, после Советского Союза дела не очень. Те же самые управляющие компании редко кто соблюдает за рабочим состоянием температурных фундаментов многоквартирных домов. Это, к сожалению, существующая проблема. Поэтому мы планомерно вели работу, чтобы международный контроль и развитие системы международного контроля обязательно были отражены в рамках мастер-плана. Также в рамках сохранения вещемерных грунтов одним из самых важных вопросов является вопрос линии канализации. Он же тоже был учтен в мастер-плане как отдельное мероприятие. Я считаю, это невозможно было бы сделать без того основания, которое нам давало научное сообщество. Мы сами не смогли это основать федерации. У меня вот есть предложение, что есть у нас в начале февраля не науки, да? И организовать мероприятия, которые посвящены были благоустройству города Якутска не только с точки зрения там, ЖКХ или каких-то, но вот корень зла лежит в людях. То есть нужно воспитывать, повышать квалификацию, грамотность, образование людей. Этого никак в городе, там, судя по рекламе, оформлению улиц, еще этого нет тоже. То есть почему у нас вот у нас в России сейчас обстоятельства очень тяжелые, да? На Западе отмена культуры, вообще говоря, и истории российской. А вот у нас надо это сделать, чтобы люди видели, школьники, даже там старостного возраста. Это мемориалы, вот это все мы готовы разработать, предоставить.
Пожалуйста, я раз буду взаимодействовать. Давайте. Спасибо, да. Действительно, от хороших предложений никто не отказывается. Так, пожалуйста. Руслан Олегович Бузбекин, строитель округа. В прошлом году, Евгений Николаевич, мы обращались к вам по поводу того, что идет повсеместное нарушение федерального законодательства. Земельные участки под многоквартирными домами оформлены только под домами в очертании контура тени дома. В течение этого года вы разработали, изыскали внесудебный способ по поводу оформления полностью всей придомовой территории. Отдельно вам спасибо. Тимошенко и Гуляева хотел попросить, поблагодарить по этому поводу. Закадровое назначение, то, что у нас поменяли главу права, хотел тоже поблагодарить и Романа Ярославовича, вашего советника, который постоянно в тени, но он великолепную работу проводит, хотел поблагодарить. В прошлом году вы говорили, что фраза такая мелькала у вас: хвалить можно, ругать, хвалить можно, ругать нельзя, это наоборот. Наоборот. Да, сбился, извините. Вот вы недавно сказали то, что боретесь с тем, что привлекают ваших работников к ответственности за нарушение статьи 5.59 Кодекса по административным нарушениям за нарушение приема обращений граждан, 59 закон федеральный. Потому что они не своевременно отвечают, не перенаправляют в течение 7 дней, куда надо. Да. Вот эта статистика не озвучала, скольких лиц привлекли. Вот, допустим, прежнего главу Пенигина Василия Егоровича больше 10 раз прокуратура привлекала и штрафовала за это дело. Да. Соответственно, эта статистика стыдно, когда видно, а когда не видно, тогда не стыдно. У нас вот так народ устроен. Да. Также недавно была озвучена информация, то, что по части 1 статьи 293 возбуждено уголовное дело Следственным комитетом, предъявлено обвинение неуказанному лицу по подтоплению талыми водами жителей строительного округа. Общественная палата города, когда отопила строительный округ, что-то мало активности проявляла, акты не составляла. Из общественных, кто из строительного округа в общественной палате стоит? Как директор какого-то чего-то, реально на земле, Вот по поводу этой конструктивной критики можете ответить? И еще пару вопросов будет. Один есть. По поводу обращений, нарушений, я сейчас статистику, когда отдельно можно предоставить и публично покажем, проблемы нет. Что есть, то есть. Да? И за каждое из этих нарушений человек несет дисциплинарную ответственность. Теперь относительно возбуждения вопроса по подтоплению. Там не только 17 парковая, вся территория города. И здесь проблема даже не в том, что подтопило. К сожалению, тот же дом 8 марта 89 Каподит, его, к сожалению, топит не только весной, его топит и осенью, и летом. И это происходит из-за того, что деревянные дома, они утонули сами по себе. И грунтовые воды в момент оттайки, они приходят не снаружи, а из снизу, самой земли. Поэтому здесь следствие дальше разберется. Значит, с точки зрения была халатность не была, моя точка зрения, одна единственная правильно, быстрее расселить все дома. Пока будет находиться многоквартирный деревянный дом, они все в стадии аварийности, но все, что от меня надо было сделать, по признанию аварийности, я сделал, у меня совесть чиста. Теперь наша задача быстрее расселить. Пока не будут расселены, к сожалению, люди, проживающие на первых этажах, они все находятся в этой риске, потому что уровень пола, к сожалению, ниже уровня земли. Это основная проблема, к сожалению. Нет, еще вопрос стратегический касаемо реализации КРТ. Закон о комплексном развитии территории, он принимается с общественными слушаниями. Да? В феврале, 23 февраля приняли закон о КРТ, распоряжение правительства Бычкова, да? После общественных слушаний. После этого дважды вносили изменения, дополнения в этот закон на КРТ без общественных слушаний. Да? Сейчас там условия непонятно какие, абракадабра. Вот по поводу реализации КРТ касаемо строительного округа. И создание территориальных общественных самоуправлений. Вот в отчете не указано было, сколько создано ТОСов. Основная функция создания территориальных общественных самоуправлений – это формирование полноценного гражданского общества. Тут ни на отчете управы про это не было ни слова. За прошлый год Пенигин вообще там по этому поводу не говорит. Хочу обратить ваше внимание, Евгений Николаевич, что повсеместно нарушается органом местного самоуправления федеральное законодательство. Часть 2 статьи 161 прим. 1 жилищного кодекса гласит, что если в доме, многоквартирном доме, который состоит из более чем 4 квартиры, если не выбран совет многоквартирного дома, то орган местного самоуправления созывает такое собрание. По поводу создания, хочу обратить
ваше внимание на это. Мы уже написали куда нужно по этому поводу, потому что с молчаливого согласия окружной администрации и прокуратуры вот это нарушается повсеместно федеральное законодательство. Вот, допустим, сколько у нас? 3000 многоквартирных домов в городе, ну, ориентировочно, да. Скольких из них избраны советы многоквартирных домов, не ясно. Сколько, допустим, в каждом округе ТОСов. Вот этой статистики нет. Соцотдел управы, конечно, люди уважаемые, но в этом направлении усилить работу и ответить вас по поводу КРТ и ТОСов. Хорошо. Смотрите, я, Руслан Ильич, когда начал доклад, я сказал, что я затрону основные моменты. Если бы мы будем затрагивать каждый момент работы окружной администрации, нам, к сожалению, дня не хватит, чтобы все учить. Поэтому по ТОСу мы готовы ответить в рамках вопроса. Сколько у нас вопросов? 6 раз, пожалуйста. Добрый день, уважаемые участники отчета, главы перед населением. Департамент по работе с территориями Кармадонова Светлана Александровна. Хочу ответить на ваш вопрос по поводу создания ТОС. В городе ведется очень серьезная работа по созданию ТОС. В 2023 году на данный период у нас уже создано и активно работает 5 ТОС. 2 ТОС у нас работает в селе Пригородное, 1 ТОС в селе Кангаласы, 1 ТОС в Гагаринском округе, который работает, 1 лидирующий ТОС, который начал это движение и работает больше 10 лет. Также у нас желает работать ТОС сел, но там, к сожалению, есть нормативно-правовые нарушения, поэтому уставы до сих пор не зарегистрированы. Все, мы действуем в соответствии с законодательством. Если граждане готовы создать ТОС, а вы знаете лично, да, что мы очень активно проводим встречи с населением, в том числе в автодорожном округе, были желающие создать 2 ТОС, но, к сожалению, пока не подали документацию на регистрацию. Поэтому граждане, в общем-то, информированы, и те, кто желает, могут создать ТОС, зарегистрироваться и действовать как некоммерческая организация. Более того, я хочу сказать, что в 2023 году окружная администрация участвовала в республиканском конкурсе на получение субсидий на развитие ТОС и получили хорошую субсидию в размере почти 3 миллионов рублей, плюс еще поддержка муниципального бюджета, и грант был разыгран, грант главы почти 5 миллионов рублей на поддержку ТОС. Те ТОСы, которые заявлялись, получили данную поддержку, а это 3 ТОСа у нас выиграло. Они провели работу по благоустройству. Так что работа ТОС по созданию ТОС очень активно проводится и поддерживается. Пожалуйста, участвуйте в данной работе. А создание советов многоквартирных домов в соответствии с частью 2 статьи 161 Жилищного кодекса ведется? Есть ли статистика, в скольких домах в нашем городе созданы советы многоквартирных? Нельзя сразу взять и создать перепрыгнуть, создать ТОС. Сначала надо создать совет многоквартирного дома. Руслан Игоревич, у вас как отдельный прием граждан получается. Давай правый женщину правый микрофон. Благодарю. Здравствуйте, меня зовут Егорова Екатерина Евгеньевна, представляю русскую общину Республики Саха-Якутия. В первую очередь благодарю за отчет и благодарю Евгения Николаевича вас и всю команду и специалистов, привлеченных за благоустройство нашего города, за прекрасные улицы, которые сейчас сюда проспект Ленина, которые являются любимой улицей, да, и по которой я всегда хожу. Спасибо вам за эту работу и за стремление сделать наш город лучше и достойным. У меня вопрос от одной из участниц нашей общины, которая проживает в отдаленной от города территории, в районе птицефабрики, и интересует вопрос именно теплых остановок, ну, не в центре города, да, а дальше. Вот какой объем этих теплых остановок предусмотрен постройки, да, в плане постройки, птицефабрика там, или другие какие-то микрорайоны, где бесконечно едет там 1 автобус, например, и приходится его ждать. И еще она говорит, что очень часто бывают случаи, когда приложение «Умный город» дает неверную информацию, она выходит на остановку, а автобус приезжает там, или наоборот только уезжает, и очень долго приходится его ждать. Ну и от нее конкретно пожелание, чтобы вот автобус номер 14 хотя бы до Гемиина продлил свой маршрут. То есть это бы как-то больше было благополучие именно для жителей района птицефабрики. И еще один у меня момент, это по грантам, по республике.
может ли быть такое, чтобы гранты, в конкурсе грантов участвовали физические лица города? Спасибо, Екатерина Евгеньевна, за вопрос. По трудным остановкам. Мы на 4-й остановке на основании обращения граждан, поэтому нужно официальное письменное обращение по возможности установки в районе птицефабрики. Не везде, где мы проживаем, можно это сделать. Так как надо посмотреть с точки зрения возможности установки по ограничениям ресурсоснабжающих организаций, красных линий и так дальше. Задачи на этот год мы ставим порядка 10 установок, мы должны построить. Вообще, я для себя ставил задачу, когда избирался главой города, в электронной программе довести количество трубных остановок до 100. Пока их 50. Поэтому мы такими темпами всего 46 построили за 3 года. Поэтому здесь люди, конечно, привыкают. Раньше, когда трубных остановок не было, такого вопроса и не было вообще. Сейчас видно, что это необходимо, поэтому с каждым годом мы видим, что интерес растет, и это нормально. Поэтому птицефабрику надо письменно обращение ставить, потому что у нас там в порядке очереди, в порядке объективности, люди там на агрессии просят, люди просят там глаз и так дальше. Поэтому, пожалуйста, Екатерина Евгеньевна, нужно обращение от вашей. От совета там, жильцов, да, или... Достаточно просто, чтобы хотя бы один человек написал, да. Ну, если это будет коллективно, значит, присяги еще лучше, конечно, но не иначе будет выше. Это раз. Второе, по продлению какого-либо маршрута, это вопрос обсуждения на комиссии. У нас будет существовать комиссия, которая рассматривает работу общественного транспорта. Поэтому здесь тоже необходимо специальное обращение, чтобы комиссия была полномочна рассмотреть вопрос продления, потому что изменение любого маршрута это касается жизни тысячи горожан. Кому-то продление нравится, кому-то не нравится. Да, кто-то за, есть кто-то против. Поэтому здесь нужно очень аккуратно к этому решению. Теперь по грантам главы, я думаю, вот здесь не прав. Правильно, физицы тоже могут сказать, правильно? На грант главы. Грант главы. Мы говорим про то, что это тоже коммерческая организация. Да, по социальному проекту. По социальному проекту у нас физицы же могут. Нет. Это не коммерческая организация, кто может прокомментировать это? Просто задает вопрос. Сейчас мы знаем по гранту меры участия двух физических лиц, по-моему, Спасибо, да. Просто по аналогии конкурса, допустим, Всероссийского Росмолодежи, когда имеет возможность участвовать в лица от 14 лет, может быть, и стоит рассмотреть. Хорошо, тогда на самом деле, наверное, можно и расширить количество участников, возможно, участников. Тем более, сколько предложений от молодежи. Возможно, не все надо. Спасибо большое. Спасибо. Так, дорогие друзья, мы достаточно долго работаем, перебрали регламент почти на 50 минут. И последний у нас вопрос, давайте, пожалуйста, представьтесь. Добрый вечер, уважаемый Евгений Николаевич, сограждане. Я Ульяна Васильевна Заболоцкая, руководитель методического объединения учителей якутского языка и литературы, национальной культуры, а также член языковой комиссии. Сегодня достаточное внимание уделяется нашим родным языкам. Народ да? То есть сила народа в его языке. И хотелось бы еще дальше продолжать эту работу по сохранению родных языков, так как этот вопрос является очень актуальным каждый год, в наше время особенно. И благодарим Евгения Николаевича за такую поддержку нашей работы, за высокую оценку наших учителей. И мы хотим задать такой вопрос. По организации стажировки учителей родных языков, воспитателей якутских групп дошкольных организаций за пределы республики.
то есть другие регионы по обмену опытом. Хотим видеть их опыт работы по организации поликультурного образования, а также по сохранению родных языков. И второй вопрос – это публикация методических разработок наших учителей. То есть в прошлом году очень плодотворная такая работа была, опубликован сборник воспитателей дошкольных организаций, детских садов, и хотелось бы продолжить тоже такую работу. Спасибо. Хорошо, спасибо за вопрос. В целом, надо сказать, что не только родных языков, стажировка учителей, она необходима для дополнительного опыта. У нас, к сожалению, сейчас пока есть еще вещи современными называть, у нас есть ряд вопросов по увеличению качества, улучшению качества ОГЭ и ЕГЭ, в том числе 9 и 11 классов, средства школам. Но здесь, конечно, одной из мер является повышение квалификации. Поэтому вопрос стажировок принципиально рассматриваем с управлением образования, где в рамках бюджетной обеспеченности сложный вопрос, конечно, это десятки миллионов рублей, которые необходимо дополнительно выделять. Мы в этом направлении будем двигаться. Я прекрасно понимаю, что без обучения учителей, изменения учителей, поэтому необходимо вкладываться в учителей, преподавательский состав. Учителей бывает безумно. Поэтому в том числе стажировка преподавателей языков нам просто мы в каких объемах, когда запустим, это пока точно не могу сказать, но мы буквально сегодня об этом разговариваем. Сегодня в рамках бюджетной корректировки этот вопрос стоит. То есть он на повестке дня. Мы проведем информацию, то же самое по публикациям, тоже надо заниматься. Вне зависимости от родной языка, не родной, это по всем предметам. Ну да. Спасибо большое. Мне кажется, напомню, что 2020 год средства заложены на стажировки, и особенно будет тоже для вас, 500 тысяч рублей заложено, и для начальных классов. Хорошо, ну сегодня речь еще о дополнительных 13 миллионов. Так. У меня маленький. По большой просьбе, да? Добрый вечер, уважаемый Евгений Николаевич, Анатолий Иванович и также присутствующие все в зале. Меня зовут Ольга Дмитриевна Ларькова. Я директор своего собственного детского центра семейного досуга «Золотой улей» и зампредседателя Русской общины Республики Саха-Якутия. Это лето ребята отработали у нас 60 человек, подростков с 14 до 18 лет в нашем «Золотом улье». Отработали все лето. Я очень довольна и очень рада за детей, за семьи. Трудные подростки назывались трудные подростки, но просто многодетные, дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Дети, которые отработали и принесли домой по 25 тысяч за месяц. Это было очень здорово и очень радостно за эти семьи, за этих детей. Вот за это я хочу сказать большое спасибо администрации города и также Центру занятости нашему. Вот, а вопрос такой, на следующее лето планируется ли, сколько, что и как. И к этому хотелось бы и предложение. Значит, 60 детей у нас работало, у меня было предусмотрено заработная плата для руководителей с этими детьми. Это могли отработали, общались с ними. С ребята у нас были помощники вожатых. Они выступали на всех площадках города, проводили детские праздники, спортивные соревнования. ЦК Кулаковского бригада была и национальная, и они проводили разные праздники 2 раза в неделю, подключаясь к дворцу, Дому культуры народов имени Алексея Алексеевича Кулаковского. Вот. Я немножко волнуюсь, но мне бы хотелось предложение внести, чтобы на будущее наши ребята не только с 16 до 18 лет работали, но еще и дети, которые уже после 18
20 стройотряды раньше были. Вот будут ли у нас предусмотрены, я вот послушала, столько много строек будет, а будут ли предусмотрены какие-то трудовые вот такие договора или заключаются какие-то вот возможности для детей, которые после 18 лет будут работать? Потому что меня уже спрашивают, если вы понимаете, если вы будете принимать таких детей. Вот. То есть два предложения. Стройотряд организовать для молодежи после 18 лет. И, конечно, предусмотреть зарплату для тех людей, которые работают вот с этими ребятами. И будет ли этим летом? Что планируется? Спасибо. Все, на этом закрываем микрофон. Собираем. Письменно дайте. 700 детей у нас этим летом работало в целом. Эту работу мы продолжим даже следующим летом. Давайте вопросы, я понимаю, уважать, да, идут ответственность за работу. Мы сейчас не готовы ответить, но надо совместно с нашими коллегами проработать, потому что это часть денег, которые передаются для того, чтобы институцию городской бюджет, поэтому мы вопрос уважать рассмотрим. И по стройотряду мы ежегодно поддерживаем стройотряды, которые есть в Ильиче. Мы восстановили эту практику, у нас ежегодно в бюджете закладывается. Один вопрос можно в конце? Вот микрофон убрали, но я думаю, что в принципе можно и так высказать и предоставить слово. Мне спасибо. Такое ощущение, что все-таки мы не у современного состава администрации Якутска находимся, мы, а как будто партийное собрание. Вот я бы хотел в качестве такой конструктивной критики на будущее, чтобы ребята все выступают при главе молодежной и так далее, и все знакомы: Вася, Петя, там, Света, Сафрон. Я вас перебил. Сегодня доклад перед общественными советами, и большинство из них при главе. Просто да, мы сегодня собрали, Вообще пройдет более 50 встреч по территориальному молодежи активно. Сегодня мы сюда пригласили как раз Евгений Николаевич, ну я понимаю, я бы хотел представиться, задать вопрос, чтобы это пожелание, чтобы было. Я, например, с этим отчетом послушал всеобщими словами вот эту книжку. У меня очень конкретные предложения. Вот послушал, вот Афанасий Афанасьевич, все знакомые достаточно лица находятся. Вот как бы такой политест. Вот очень конкретно. Тут переселено примерно 1500 семей, написано, из аварийного фонда. Площадь 59,87 тысяч квадратных метров. Вот я посчитал, норма ровно 12 квадратных метров социальных. Жестко, четко соблюдается. Так мы, если задумаемся, это норма расселения. Все горожане здесь, и знакомые, одноклассники, родственники. И все пользуются вот этой нормой. В Новосибирской области 33 квадратных метра. А эта норма такая с 2005 года утверждена городским собранием. Я бы хотел, чтобы администрация действующего мэра Якутска Григорьева выступила инициатором. Все-таки норма в Новосибирске, городе-миллионнике 33, вдумайтесь в эти цифры. В городе Якутске до сих пор 12 квадратных метров. И вот мы подробно освещали, и блогеры ездили, всем известно, здесь очень близко находится объект Дзержинского. Там в 11 квадратных метрах прописана целая семья Рахматуллиных. Ну нельзя сказать, что никто не видел, потому что, судя по просмотрам, вот, 11 квадратных метрах прописана семья из 5 человек. Так вот, почему мэрия, мы говорим высокопарная, вот этот вопрос по жилью для 5 человек в 11 квадратных метров никак не может увидеть, задуматься и решить этот вопрос. Поэтому, говоря о том, что, например, какое я имею отношение, меня зовут Меридянов Михаил Михайлович. Я был инициатором создания Сахая ипотечного агентства. И вот мы за весь период переселили 7500 семей. В 36-м квартале, 128-м квартале, 129-м квартале, старый город. То есть тогда, когда национальных проектов президента не было, была утверждена программа, вот Николай Васильевич вместе работали, и многими здесь присутствующим также мы знакомы. То есть поработали 7500 семей, благодаря деятельности этой компании было получили...
И почему это так несправедливо? А нужно выступить с инициативой на городском собрании, в основном это большинство Единая Россия, мэр Григорьев тоже Единая Россия. Но вот вы дружно собрались как партия и увеличили социальную норму в Якутске. Минус 50 градусов не сравнить с Новосибирском, миллионник. Вот. И, значит, это первое. Второе. В 17-м квартале тоже вот самый важный вопрос, который Руслан Олегович тоже присутствует, поднял, это как-то не слышно просто. Но ведь там же есть уголовное дело, часть 3, 285. Я в течение уже порядка 9 лет уголовный кодекс от корки до корки изучил, все знаю. Так вот, получается, что дело, часть 3, 285, это лишение свободы до 10 лет. Почему пресс-служба главы не освещает эти дела, не делает? Вот по инициативе блогеров, журналистов, вот эти дела, значит, 17-й квартал освещается. Мы участвовали при том, что Делягин, депутат Госдумы, участвовал, давал комментарии. Сумма достаточно крупная была выделена, 40 миллиардов. Как Алексей Еремеев сейчас выступает, 52 миллиарда рублей. Вот почему эти цифры в отчете не фигурируют общими фразами, общими словами. Поэтому хотелось бы более конкретно, чтобы все-таки мэр города по этим деньгам четко, значит, отчет предоставил, без вот этих графических картинок. Михайлович, давайте я отвечу на ваш вопрос. Сейчас я третий вопрос можно будет сделать. Понятно, что здесь мы находимся у вас в гостях. Я хотел бы закончить и не перебивать. Значит, уголовное дело, значит, по Саха-ипотечному агентству и другим. Значит, мэрия имеет прямое отношение. Господин Григорьев, будучи первым замом, выезжал на завод «Спанкрит-Зёвер» в 2019 году по моей инициативе. И, значит, на сегодняшний момент разграблено вещественное доказательство по уголовному делу. Почему никто не принимает решение? ДИЗО сейчас возглавляет бывший начальник следственного управления Бурнашов, но прямой конфликт интересов. Он же выписывает доверенность на участие в суде КОБа. Так представитель мэрии КОБа не является в суд и муниципальные контракты с мэрией Якутска потерял по как раз таки аварийному верхнему жилью. То есть он прямо суду сказал, я утерял это, восстановить их не могу. Это первое, я заявляю о конфликте интересов. Второе, господин Копа не является, я был вынужден заявить, его приводом, значит, приводили, он такую справку предоставил. Поэтому я хочу сказать, что мэрия Якутска это не митинг. Вот в Галандрашвили в первую очередь и вторая очередь, ведь они же обратными данными в пользу Якутпромстроя за 5 миллионов 600 закинули деньгами 5300 и 350 тысяч рублей продан объект. А в дальнейшем этот объект Галандрашвили продан больше, чем за миллиард. Я, значит, предлагаю, чтобы все-таки мэрия Якутска, избранный и назначенный благодаря выборам мэр Якутска, взял на этот контроль. И это должно находиться у вас на контроле. Поскольку это всех будоражит общественность, сегодня общественное собрание. Так, надо уважать народ. Поэтому вот эти три вопроса я бы хотел, чтобы четко по полочкам Евгений Николаевич. Регламент, давай. Ну не надо кричать, ну что вы. Все слышно? Сейчас получу. Человек специально подготовился. Да, Михаил Михайлович, спасибо вам за ваше выступление. Да, здесь площадка была для отчета для митинга, мы вашу политическую позицию прекрасно понимаем. Да никакой политической позиции, я свое мнение сказал. Я вас внимательно слушал, пожалуйста. Общий объем реализации финансирования на программу переселения города Якутска 5 миллиардов 400 миллионов рублей. 162 много квартир, которых было признано аварийными, и они переселяются. Вот, в рамках этой программы работа и ведется. Теперь относительно, значит, вопросов по вашему уголовному делу и вещественным доказательствам. Нет, по социальной норме 11 квадратных метров. Я же просто три вопроса. Ну первый-то не закончил. Я же хотел бы начать с того, который, Самый главный провокатор, что ли? Да, я просто потому что, если вам нужен ответ, я готов. Если вы хотите спорить, то давайте не будем людей держать, я готов с вами общаться, но не преувеличивайте. Михаил Николаевич, просто
учтено всеми решениями. Ну, нет никакого конфликта интересов, потому что ваше уголовное дело, и в рамках этого было какие-то гражданского характера спорта, это же разные вещи. Я согласен, но 11 квадратных метров. У вас есть конкретный потерпевший? Конкретно социальная норма 11 квадратных метров. И потерпевшим, кстати, по делу является мэрия, как ни странно. А согласовывает убыточные активы, реализацию, опять же, мэрия. Ну что это значит? По 11 квадратным метрам социальной нормы хотелось бы четкие ответы. Администрация – это вопрос прямой реализации прав депутатов, избранных депутатов. Если у вас есть какая-то инициатива, вы можете выступить с законодательной инициативой другого депутата или избраться самому депутату. Да, у вас такое право есть, поэтому здесь нужно действовать строго установленным законом порядке, а не заниматься политиканством на Ну, я считаю, вы... Участники встречи с отчетом главы с общественностью. Значит, мы завершаем отчет главы. И в завершении я хочу сказать вот так. Кто бы как-то готовился, да, кто хотел разрушить нормальный настрой, я вот так хочу сказать. Великий сын якутского народа, наш первый президент, Михаил Юрьевич Николаев, всегда говорил, вы сильно не радуетесь, когда вас хвалят, но прислушивайтесь, когда есть конструктивная, объективная, хорошая критика. Поэтому все слова на пользу, на развитие города, благодарим Юрия Николаевича.